Приблизил Царство Небесное, то есть приходит Христос, приходит Спаситель, значит, Царство Небесное приближает каждому человеку, и для того, чтобы в него войти, в первую очередь нужно покаяться. Покаяться, то есть изменить тот образ мысли, в котором мы привыкли жить, то есть стать к нему каким-то образом ближе. Вот каким образом мы сейчас и будем в этом говорить. Дальше идем, 4 глава Евангелия от Матфея. Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизил Царство Небесное. И уже сам Христос проповедует и говорит то же самое о покаянии. Матфея, глава 5. Это уже идет Нагорная проповедь. «Иди и прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». То есть, если человек приходит в храм, приносит жертву денежную или материальную, то прежде чем эта жертва будет принята Богом, он должен примириться с братом твоим, то есть быть в мире с окружающими людьми. Далее из Нагорной проповеди. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу». Вот здесь разные истолкования, кто такой соперник. Соперник, с одной стороны, это наша совесть, которая как бы противоборствует нам, да, постоянно нас в чем-то обличает, спорит с нами, и надо с ней примириться, то есть устроить такой образ жизни, чтобы быть в ладу со своей совестью. И есть еще мнение, что соперник – это дьявол, то есть который подмечает все наши дела, записывает, будет нас обвинять на мытарствах, вот, и надо примириться, то есть делать так, чтобы ему не за что было зацепиться в нашей жизни. Пока ты еще на пути с ним, а на пути с ним путь – это жизнь. Вот мы пока живем, пока вот мы в этой половинке жизни, так сказать, находимся, значит, мы находимся в пути, в странстве. После пути, то есть после окончания земной жизни, покаяния уже нет. Это однозначное мнение и Священного Писания, и всех святых отцов. Только здесь, пока мы живем, пока у нас есть тело, пока у нас есть возможность мириться, говорить, делать, меняться, у нас есть возможность покаяния. Потом уже будет после смерти, то есть на суде, у нас будет возможность только сожаление. Мы можем сожалеть о том, что мы прожили так нерадиво, там, не избавились от каких-то грехов. Но исправить то, что мы наделали, мы уже не сможем. Матфея 9 глава. Исцеление расслабленного. Чадо, прощаются тебе грехи твои. Вот мы здесь видим другой пример. То есть Господь прощает человеку грехи, хотя покаяния мы не видим. То есть его приносят на носилках его друзья. То есть, как бы, снисхождение Бога к человеку может быть не только по его личному покаянию, а и даже прощению грехов, а может быть и по молитвам окружающих людей. Но молитва это должна быть очень горячая. Мы помним, да, что эти друзья не просто принесли его на носилках, а что они даже залезли на крышу и сквозь крышу спускают его к ногам Спасителя. Опять 9 глава Евангелия от Матфея. «Милости хочу, а не жертвы. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Господь говорит, он пришел призвать грешников к покаянию. Поэтому часто вот, над церковью то ли насмехаются, то ли упрекают ее в том, что вот в ней то преступники бывшие, да, то вот такие вот грешники, да и священники сами, может быть, имеют какие-то темные пятна в своей биографии. Вот. Ну, на это вот можно ответить словами Спасителя, что, собственно, он грешников не призывает к покаянию, и вокруг него ведь тоже и мытари, и блудницы, и разбойники, и все тому подобные люди. Кто имеется в виду под праведником? Праведник – это не те, кто на самом деле правильный, а тот, кто думает, что правильно. Когда человек думает, что он живет правильно, он не испытывает нужды в покаянии и испытывает нужды в Спасителе. Поэтому, естественно, он к Богу не идет. А когда человек чувствует, что он грешник, мы грешники все. Просто кто-то это знает, а кто-то нет. Вот. Он нуждается в Спасителе. 9-10 глава. «Жатва много, а делателей мало». Это говорит Господь своим ученикам, апостолам. «Идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». То есть, прежде всего, идите к погибшим, а не к тем, кто богато свято живут. «Проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». И Господь посылает, апостол дает им эту власть, посылает их к погибшим людям и призывает их проповедовать, как приближение Царства Небесного. В Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то есть в городах Харазине и Вифсаиде, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. То есть Господь являет какие-то свои чудеса. И чудеса являются, так сказать, толчком, стимулом к покаянию. Если бы они были вот в тех городах явлены, то они бы давно покаялись. А
в этих городах нет. Также и в нашей жизни. Бывает, иногда Господь входит какими-то явлениями, чудесами, встречами, откровениями, и мы не каемся. А другого человека одно слово, может даже в библейском, например, как Антония Великого, да, может побудить глубокое покаяние на всю жизнь. 12 глава. «Вот отрок мой», некоторые слова пропускаю, «трости надомленной не переломит, и льна курящегося не угасит». То есть Спаситель приходит не судить, не наказывать, не разрушать то, что есть, а сберегать даже тот маленький огонечек. Вот представим себе лен курящийся, да, то есть там на концу у него маленькая искорка тлеет, и он ее не задует. То есть даже из этой искорки, если она есть, он может раздуть в человеке подлинный огонь духовной жизни. Следующие слова очень строгие. Всякий, опять же там в 12 главе, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится. Что это за грех такой, который вот не простится, хула на духа святаго? Есть тоже разные мнения, но самое популярное, самое известное таково, что хула на духа святаго – это такая позиция, такое настроение человека, когда он знает правду, он знает, что он не прав, что он поступает неправильно, и упорно, ожесточенно поступает вопреки правде. Зная правду, говорит неправду. Будучи обличаем и имея возможность исправления, он все равно продолжает упорствовать в своем грехе, в своем ожесточении. Вот это есть главный вопрос. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Эти слова тоже имеют отношение к покаянию, потому что именно словами мы грешим во многом, и словами мы примиряемся с Богом. Вот сложный, конечно, образ, это страшный суд, как он будет проходить, мы этого не знаем, у каждого в голове складывается свое представление, но как-то раз вот я представил, как я могу, да, как я могу себе вообразить вот этот вот образ страшного суда, хочу с вами поделиться, может быть, вам кому-то будет это полезно. Вот мне представился такой огромный кинотеатр численностью на 60 миллиардов человек. Ученые говорят, что примерно вот за историю Земли жило на ней вот такое количество человек. И все люди сидят на своих местах, они имеют возможность смотреть, что там транслируется, все прекрасно слышат. И на экране этого кинотеатра разбирается жизнь каждого человека, каждого из этих 60 миллиардов здесь сидящих и когда-то живших на Земле. Подробно, кадр за кадром. Не отдельные поступки, а вот буквально вся жизнь. Каждый день, все мысли его озвучиваются, все его деяния, все его слова, что он делал. Ну, и они сопровождаются каким-то комментарием, может быть, за кадрами, да? Вот. И видно даже, что, допустим, человек совершил какой-то грех, а прошло там 20-30 лет, да, он на нем покаялся. И не просто покаялся, он исправился, то есть действительно поменял образ жизни. И когда вот заканчивается вот эта серия про одного человека, да, ему выносится вот как бы Богом, ему выносится приговор определенный. Не как наказание, не как возмездие, а как констатация состояния его души. То есть человек вот так прожил, он такое душевное устроение себе снискал. Вы согласны с тем, что вот он достоин такого-то образа бытия? Просто людям не останется сказать, поскольку это суд праведный. Да, мы согласны. Но самое интересное, что страх охватит каждого человека, потому что все будут понимать, что дойдет когда-то очередь и до меня, через сколько-то там лет, да, и значит и мою жизнь будет разбирать. И вот этот образ мучений, ожиданий и сожаления о том, что мог исправиться, не справиться, он, наверное, будет томительнее самого вот этого стыда, который покроет нас так, в просмотре нашей жизни. Вот, таким образом себе представим. От слов своих оправдаешься, то есть мы словами же не можем все исправить, словами мы можем примириться, да? Словами мы можем нести покаяние перед Богом, словами мы можем проповедовать те добродетели, которые раньше презирали и которые попирали своей неправильной жизнью. Дальше, 11 глава, прошу прощения, 18 глава Евангелия от Матфея. «Если рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя быть верженным в огонь вечный». То есть Господь говорит, что грехи живут в том числе и в нашем теле, да, и, образно говоря, мы должны вести аскетическую жизнь и умерщвлять, что ли, успокаивать те страсти, которые у нас живут, потому что лучше нам прожить без страстей и без деяний, которые с ними связаны, нежели с ними
войти в огонь вечный. Матфея 18 глава. «Одна заблудшая отца и 99». Господь рассказывает такую притчу о том, что пастырь в горах, который потерял одну овцу, он оставляет 99, находит, ради того, чтобы найти одну, и радуется о ней более, нежели о 99 не ищут покаяния. И вот сегодня часто тоже видишь в храме, что людей-то немного, на самом деле, ну, десятки, где-то, может быть, сотни, ну, в процентном отношении относительно всего общества это может быть 5%, может 3%. Вот. Но Господь что говорит? Он радуется даже об одной, то есть об 1% больше, чем о 99 имеющих нужды в покаянии. Поэтому каждый человек перед Богом святым, каждый человек перед Богом драгоценность, каждая душа для Бога бесценна. Тут вот законы математики о том, что 70 больше, чем 5, они не работают. Тот, кто пришел на покаяние, тот и ценит. Сколько раз прощать брату моему? Христос отвечает, не до 7, а до 77 раз. Ну, это, конечно, не значит, что если мы 490 раз простили, то уже потом можно дальше не прощать. Это имеется в виду, что он бесконечно не должен прощать. Бесконечно. И даже если человек, вот, например, выпивающий, да, бывает так вот. Есть такие люди, входят в состояние, они вроде бы икаются и могут каждый день напиваться и каждый день просить прощения. Да? Вот. И потом мы уже устаем и говорим, ну сколько можно вот прощать, терпеть такого человека, все, вот сил моих больше нет, отрекаюсь от тебя, проклинаю тебя, разоружусь с тобой и так далее. Господь говорит, сколько человек кается, столько надо прощать. Бесконечно. Притча о немилосердном должнике. Очень важно. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? Ну, если кто эту притчу не знает, я напомню о том, что у человек был должен царю 500 динариев, он, значит, не имеет возможности отдать этот долг. Царь повелевает его бросить в темницу, и его, и жену, и детей. Тогда должник бросается на колени, просит его, умоляет простить ему долг, отпустить его, царь его отпускает. И тогда этот должник выходит, находит своего должника, который должен ему 50 динариев, хватает его, душит, отправляет в темницу за долг. И когда тот просит о помиловании, он его не прощает. И люди, которые это все увидели, они донесли царю о том, что ты ему простил 500, а он не простил своему должнику 50. И тогда царь его вызывает и говорит, если я тебя простил, то не должен ли был и ты простить своего должника? Итак, возьмите его, и уже без всякой пощады отправляйте в долговую тюрьму. Там будет плач и скрежет зубов. Речь здесь идет о том, что мы часто вот обижаемся друг на друга за какие-то грехи, которые нам кажутся великими, но по сравнению с нашими грехами, если мы сумму всех наших решений перед Богом за жизнь возьмем, то, естественно, никакие грехи людей перед нами, они не будут превышать эту меру наших долгов. Вот, поэтому, как бы невелики эти были долги перед нами, мы должны их простить, чтобы и нам было прощено. Эта мысль сквозная, она будет повторяться еще много-много раз. Вот, допустим, в Евангелии от Луки, в 6 главе, «Прощайте, и прощены будете», да, как в молитве «Отче наш». Матфея 20 глава, притча о работниках 11 часа. Так будут последние первыми, первые последние, ибо много званых, а мало избранных. Хозяин виноградника призывает сначала одних работников, идите, виноградник мой, и обещает им плату. Плата тогда была стандартная 1 динарий, то есть по нашим сегодняшним ценам это где-то около 1500 рублей. Вот. Потом приходит попозже, уже в середине дня, там опять стоят работники, он опять их приглашает в сад и говорит, идите работайте, что вам будет положено, то дам вам. А потом в 11 часов тоже приходит и опять зовет. И те, кто шли в 11 часов, тоже идут работать, а потом начинает расчет. И начинает рассчитываться с работниками 11 часа и дает им целый динарий, то есть плату за полный день, 1500 рублей. Вот. А те, кто пришли первыми, думают, что сейчас они получат больше, а он им дает так же. И вот они, когда начали роптать, он говорит, что я волен делать то, что я хочу. Вы со мной договорились по динарию, вы динарий получили. И не завидуйте тем, и не осуждайте тех, кто получил больше. От того око твое зависит, потому что я добр, то есть так быть не должно. К чему здесь идет речь? Если мы пришли в храм милостью Божией, например, в молодости, в зрелости, даже, там, скажем, в пожилом возрасте, но у нас была возможность там, несколько лет ходить в храм, да? И вдруг мы видим, что человек обратился, может быть, вот на смертном одре покаялся, может быть, в больницу к нему священник съездил, принял его исповедь, и через час, или через день, или через неделю он умер. Не надо думать, что у него была возможность покаяния,
меньше и как бы от Бога ему меньше награда. Он работник 11 часа. И если Господь даст ему, в Царстве Небесном, такую же мзду, такую же награду, как и тому, кто всю жизнь посвятил Богу, может быть, монашеском, например, званию, священническом, то мы должны быть от этого зависимы. Притча о двух сыновьях и винограднике. Это только первую страничку у вас в этой записи, как разбирать, да, у нас не ускорится. О двух сыновьях и винограднике. Отец говорит сыновьям: идите работать в мой виноградник. Один сказал: иду, и не пошел. Другой сказал: не пойду, и пошел. Какой из них исполнил волю отца своего? Конечно, тот, кто сказал: не пойду, и пошел. Вот. И поэтому Господь говорит: поэтому мудрые и блудницы предваряют вас в Царстве Божьем, как говорит фарисеям и законникам. А это, опять же, притча адресована к нам, потому что тем, кто думает, что он исполняет все заповеди Божии, вот, и считает себя вот тем, кто сказал, а на самом деле, может быть, не пошел, если мы что-то не исполняем. То есть, если мы где-то в делах милосердия, в смирении, еще в каких-то добродетелях, мы уступаем тем, кто вроде бы говорит: не иду, то есть Евангелие не читает, не молится, посты не соблюдает, церковь не ходит, а на самом деле исполняет. Это почему что? Притча о брачном пире, тоже притча о покаянии. Когда царь созывает всех к себе на брачный пир, а люди стали отказываться. Один купил волов, другой купил землю, третий женился, всем некогда. И тогда царь созывает всех, кого не попадя, зовет с дорог, бродяг, бездомных. Но когда он сам входит вот в это помещение для пира, он видит человека, одетого не в брачную одежду. А брачная, тогда на Востоке было принято, что специальная одежда посылалась вместе с приглашением, чистая, красивая, праздничная. Как ты сюда, друг, вошел без брачной одежды? Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. То есть, если мы откликаемся на призыв Господа и обращаемся к Нему с покаянием, то одежда души должна быть брачная, то есть одеяние души должно быть соответствующее. Много званых, а мало избранных. Вот следующая цитата тоже достаточно интересная и поучительная. «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Почему я остановился на этой цитате? Дело в том, что если мы, это бывает редко, видим, что те лица, которые в церкви поставлены, скажем, учить словом и учить своей жизнью правильной жизни, епископы, монахи, священники, диаконы, если они говорят и не делают, и мы говорим: ой, да, как я буду правильную жизнь вести, я тоже, им можно, значит, и мне можно, да, и мне можно грешить, если им можно. Господь говорит: соблюдайте и делайте все, что они велят вам соблюдать, по делам же их не поступайте. То есть слово в данном случае важно, мы должны соблюдать, а по делам не поступать, а не, пользуясь таким самооправданием, хочется впадать в грех. «Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Это имеет отношение к покаянию в том смысле, что исповедь – это как бы смирение, да, смирение, уничижение себя. Вот вспоминается мне один человек средних лет, уже за 40 ему было, вот, над которым давлела одна страсть, он очень был пристрастен к алкоголю. Вот. Ему советовали настоятельно обратиться к Богу, ходить в храм, исповедоваться, пить святую воду, чтобы избавиться от этой страсти. А он говорил: я не хочу быть овцой. Вот я не иду в храм, то есть я не хочу быть овцой. Я не хочу смириться. И в конечном итоге вот жизнь его закончилась плохо, так он в таком нетрезвом виде утонул, погиб, и, естественно, ни в храм не пришел, и для семьи себя не сохранил, и свои золотые руки, ко многому способные тоже, так сказать, погубил для общества. Вот. А когда мы смиряемся перед Богом, да, в канал смысле, все официальными словесными, это в царстве крещения эти слова произносятся. Вот. И тот, кто смирит себя, тот возвышен будет. И в исповеди мы тоже себя смиряем. Даже вот перед священником, перед человеком мы тоже испытываем вот этот некий стыд, мы его преодолеваем. Да, священник может быть моложе, чем мы. Вот. Но кто увидит себя, тот возвысится. 13 глава. «Думаете, что те галилеяне были грешнее всех?
Если не покаетесь, все также погибнете. Вот это интересно. О галилеяне, которых Пилат предал смертной казни, или те 18 человек, на которых упала башня Силанская и побила их. Господь говорит, вы думаете, что они были грешнее всех? И люди, которые гибнут, которые взрываются, которые, там, скажем, в автокатастрофу попадают, не знаю, что они сами великие грешники. Но помните о том, что этот мир наполнен злом, в том, что в этом мире есть внезапная смерть. И каждый человек ей подвержен. Каждый человек не знает, сколько он еще на этой земле проживет. Поэтому покаяние нельзя откладывать на потом. Ну вот то же самое притча о бесплодной смоковнице. Да? Когда хозяин говорит, что эта смоковница плода не приносит, сруби ее, зачем она место зря занимает, а садовник говорит ему, пощади ее, может быть, на следующий год принесет, давай-ка ее окопаю, обложу навозом, то есть еще какую-то вот благодать Господь посылает, чтобы все-таки были принесены плоды покаяния. Вот, на следующее лето посечешь ее. Также вот и с нами Господь терпит нас, терпит именно как иногда как бесплодную смоковницу, что мы приносили плод. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищений и неправды. Здесь речь идет о том, что бывает покаяние касательно внешних дел. То есть, сколько раз я пропустил вечернюю молитву, каким образом я нарушаю пост, какую я попробовал скоромную пищу, когда, вот, например, готовил еду там, своим родным. Это внешние дела. И вот горе нам, если мы очищаем внешние вот эти вот поступки, да, а за сердцем не следим. Внутренность чаши, блюда – это то настроение, то отношение, которое сидит в нашем сердце. И Господь говорит, блаженно чистое сердце. То есть грех, например, лукавство, двоедушие, коварство, он гораздо тяжелее, чем нарушение внешних правил и обрядов. 24 глава. Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Как было во дни Ноя, ели, пили, женились и не думали, вот хочу подчеркнуть слова, и не думали, о том, что придет потоп, пока не пришла вода и не взяла всех. Кто верный и благоразумный раб, которого Господь поставит над всеми видами своими? Действительно, вот сегодня мы посмотрим на окружающий мир, и мы видим, что как бы, и телевидение, и газеты, и другие средства массовой информации держат нас в таких вот своеобразных оковах, сетях греха, заставляют нас не думать, заставляют нас забывать о том, что каждый день может стать последним для каждого человека, и не только для каждого человека, а в целом для мира. Я хочу по этому поводу зачитать цитату Феофана Затворника. «Больше еще беде. В мире этом есть свой князь, единственный по лукавству, злобе и опытности в обольщении. Князь этот имеет целый полчища слуг, подчиненных себе духов злобы. В каждом мгновении быстро носятся они по всем пределам обитаемого мира, чтобы там засеменять одно, в другом месте другое, углублять запутанных в сети греха, подавлять путы, ослабевшие, порвавшиеся, особенно же блюсти, чтобы никто не вздумал разрешиться от их уз и выйти на свободу. В этом последнем случае они поспешно стекаются вокруг своевольника, сначала по одному, потом отрядами легионами, наконец всем полчищем, все это в разных видах и приемах, чтобы заградить все исходы, подчинивать нити и сети, по другому сравнению, опять столкнуть в бездну, начавшую выбираться из нее по аутизму. То есть мы в этой жизни находимся действительно как бы вот в путах определенных греха. Это касается всех. Это не надо думать, что вот кто-то там вот ходит в храм, и он обязательно в путах, а мы не в путах. Мы тоже в путах. Хотя, может быть, не исповедуемся каждую неделю или каждый месяц. Вот. Ну, просто какие-то грехи мы распутали, а какие-то грехи пока еще нет. И лукавый старается всеми силами, чтобы мы их не увидели. И мы, конечно, все равно должны стараться, читать, думать, ходить на воскресные православные беседы, чтобы вокруг себя что-то такое обнаружить, вот, и с людьми разговаривать. И обнаружить это одно, а набраться решимости исправиться – это другое, это гораздо более сложно. И как только вот человек увидит что-то, тут же на него опять бросается целое полчища сил, чтобы опять его скорее опутать, и чтобы спокойно себе лежал в сетях. Это вот Феофан Затворник «Путь к спасению», одна из классических книг по аскетике. 25 глава. Притча о 10 девах.
10 дев, которые 5 из них мудрые, 5 из них юродивые, 5 взяли с собой елей, 5 не взяли, и вот пришел жених, позвал и стали угасать светильники у тех, кто с собой елейный запас. Вот. Я хочу сказать, что покаяние и вообще жизнь с Богом – это тот елей, то масло, тот резерв, ресурс, который мы с собой несем в нашей душе. Вот. Некоторое время назад на моих глазах произошла такая ситуация, в одной семье произошла большая трагедия. Вот. И муж и жена были совершенно по-разному воцерковлены. То есть супруга была женщина очень верующая, часто ходящая, там, молящаяся. Частью для нее как бы был стержень жизни. А муж был от этого очень далек. И вот как по-разному они перенесли эту скорбь, эту беду, в которую они вместе попали, как родители. Вот. То есть супруга довольно быстро восстановилась. Конечно, это тяжело, но, в принципе, так сказать, на своих ногах и в своем здоровье. Вот. А мужу пришлось очень тяжело, даже физически, даже вот не только с точки зрения души, а это отразилось и вообще в физическом состоянии, давлении и так далее. Вот. Это притча о 10 девах. То есть нет елея, нет запаса с собой. И человек верующий, неверующий, он вот хоть бы вот в мире, их сразу и не различишь. Они могут даже не различаться по поступкам. Даже количество вежливости, деликатности может быть у них одинаково. Но испытание, оно сразу показывает, кто на что будет. Потому что верующий человек, он при какой-то скорби, он еще глубже, да, он понимает, что он на том же пути, да. Надо просто еще сильнее каяться, еще крепче молиться. То есть, в принципе, он все делает правильно, ему тоже тяжело. А вот человеку неверующему, ему приходится поворачивать. Он понимает, что он живет неправильно. Ему приходится менять всю жизнь. Это и есть покаяние, это и есть перемена, это и есть вот та самая метаноия. Притча о страшном суде напоминает нам о реальности ада и рая. Потому что были некоторые мнения еретические о том, что ада на самом деле нет, что спасутся все. Вот. Она говорит о том, что записываются в вечности все поступки, и что Господь посещает нас под видом окружающих людей. Да? И вот здесь показательно опять смирение, с которым праведники отвечают Богу, они отвергают свои добрые дела. Господи, когда мы Тебя видели, да? Когда мы Тебя видели и послужили, когда мы Тебя видели и посетили Тебя, мы ничего этого не делали. То есть надо иметь вот такое смирение, такое отношение к своим добрым делам, которые кажутся добрыми. Матфея 26 глава. Покаяние Петра. «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, и вышед вон плакал горько». Только что, казалось бы, Петр, да, заверял Спасителя в своей верности, только что он отрекался трижды, пока не запел петух. Вот он не видит вот это вот ослепление, да, невидение своего греха. И вот слово пронзает его до глубины души, и вышед вон плакал горько. Вот горький плач рождается о своем поступке. Ну, я хочу вот тут рассказать историю, которая случилась со мной вот этим летом, тоже такая поучительная, назидательная. Это был праздник Преображения Господня. Вот, я говорил проповедь о том, вот, о преображении, об отношении к человеку, о том, что в каждом человеке надо видеть святыню, образ Божий, как он дорог. И так вот, и сказал, вроде бы так неплохо, даже сам был доволен. И вы знаете, Господь показывает, что нам надо не только чего-то достигать, а что надо постоянно смирение себе иметь. Только служба закончилась. Мне надо было ехать в деревню, к бабушке, я договорился с машиной, которая меня по пути заберет. И вот машина эта подъезжает. И так получилось так, что вот один из пассажиров, вот он прям перед тем, как сесть в машину, он напился. Очень сильно напился, у него там бутылка водки была с собой в рюкзаке. Вот. И водитель не хочет его везти, он начинает его из машины выволакивать. Вот прям натуральным образом. Он выволок его из машины, вот, потащил его к стене ближайшего магазина, усадил его туда. Вот. И я в этом участвую. Он говорит, позвоните в скорую, я звоню в скорую, там, или в полицию, да, вот здесь такой человек, и все, мы, значит, всех вызвали, сели и поехали. И только когда мы поехали, я понял, что случилось. Вы же человека бросили. Я только что говорил о том, что человек это образ Божий. О том, как надо видеть Бога в каждом близком человеке. А если с ним что случится? Сейчас его, пока там полиция едет, а сейчас его оберут, сейчас его изобьют. А если он там просто захлебнется в своих работных массах, да? А привезут его в полицию, там у него деньги, документы, вдруг все это пропадет. Это чей-то сын, чей-то муж, чей-то отец, чей-то брат. Господи, как мы стали? Вот это дисциплина. И вышед вон, плакайся горько.
А если с ним, не дай бог, вот с ним случится какой-нибудь инсульт, вот пока он там сидит, как потом доказывать, что это ведь уголовная статья, оставление человека без оказания помощи? Как потом докажешь, что он был жив-здоров и что это с ним уже потом случилось? Вот. Действительно, попускает нам иногда Господь для смирения, ну, пришлось, а что уже делать? Уже 100 километров позади, то только пришлось помолиться, потому что Господь все-таки сохранил и дал ему возможность вернуться спокойно к себе в дом. Вот история об Иуде, который за 30 сребреников продал Христа, да, первосвященника в Христе. Вот. И он ведь тоже раскаялся. Читаем в 27 главе. Иуда, раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам. Они же сказали ему: что нам до того? Смотри сам. Он вышел, пошел и удавился. Перед этим он сказал: согрешил я, предав кровь неповинную. То есть он понял, он осознал свой грех, как раскаяние, но он не примирился. Он сделал одну часть, как бы одно слагаемое покаяние, да, сожаление. И вот иногда спрашивают, и еще недавно тоже отвечал на этот вопрос: а почему дома нельзя покаяться? Почему вот просто в сердце своем нельзя покаяться? Почему нужна вот эта вот исповедь, вот именно как таинство? Потому что это недостаточно. Должно быть примирение, должно быть и раскаяние, и исправление, и делание дел противоположных греху, и примирение с Богом, и примирение с человеком. Вот Иуда в сердце своем раскаялся, с Богом он не примирился. С тем, кого он предал, он не примирился. Он не, может, не имел возможности, может, не имел желания, вот, и пошел и удавился. То есть вот это вот просто сожаление без перемены, оно вызывает отчаяние. Мы сегодня будем об этом говорить много, предупреждать, потому что вот уныние может возникнуть, вот сейчас даже я зачитаю из Макария Великого, и вот это уныние очень опасная вещь. Святой Макарий Великий, один из возвышенных отцов церкви, Макарий Египетский, ничего, был у него прозвище. Случается, что сатана ведет разговор с тобой в сердце. Смотри, сколько худого сделал ты. Смотри, какого неистовства исполнена душа твоя. Столько обременен ты грехами, что не можешь уже спастись. Это же делает, прямую речь заканчивает, и Макарий от себя уже пишет. Это же делает, чтобы вернуть тебя в отчаяние, потому что неприятно ему покаяние твое. Ибо как скоро через преступление вошел грех, и же часто беседует он с душой, как человек с человеком. А ты отвечай ему, то есть вот этому помыслу отвечай. Имея в Писании Господнем свидетельство, что не хочу смерти грешника, но покаяние, чтобы обратился он от пути лукавого и был жив. Ибо для того пришел он, то есть Спаситель, чтобы спасти грешников, воскресить мертвых, оживотворить умершленных, просветить находящихся во тьме. Как тело близко к душе, так и Господь близок и готов прийти и отверзть заключенные двери сердца и даровать нам небесное богатство. Он благ и человеколюбив, и обетование ему не ложно, если только с терпением взыщем его до конца. Вот мне тоже вспоминается один мой близкий друг, который, к сожалению, тоже сильно злоупотреблял алкоголем, и когда я ему говорил, он тогда еще был крещенный, я ему говорил о крещении, покаянии, и вот он ответил, что вот я, наверное, столько грехов наделал, что я уже не могу быть прощен. То есть такое вот неверие в благость Божию. Это ведь тоже в каком-то смысле хула на Святого Духа, да, вот неверие, отрицание благости Божией. Еще один образ покаяния – это два разбойника. В Евангелии от Луки, 23 глава, два разбойника рядом с Христом. Одинаковые злодеяния, одинаковый путь жизни, одинаковая возможность для покаяния, да, они находятся рядом с праведником. Один продолжает богохульствовать, а другой говорит: помяни меня, Господи, когда придешь во Царствие Твое. Иисус ему отвечает: ныне же будешь со мной в раю. То есть отсюда мы что выводим? Что, во-первых, никогда не закрыты двери для покаяния, покуда человек живой, и никакая мера грехов не может превзойти благости Божьей. Конец уже Евангелия от Матфея. Иисус сказал ученикам: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Отсюда обязанность апостолов и вообще всей священной иерархии, да и каждого верующего человека учить, и нас, соответственно, обязанность учиться, да, учиться закону Божьему, вот, а также пребывание Господа в таинствах. А в Евангелии от Луки, в конце тоже 24 главы мы читаем: «Так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день,
и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. То есть во имя Его проповедуется покаяние и прощение грехов. Именно во имя Спасения. Не просто по своим мыслям, не просто по своим убеждениям, не просто потому, что в книге, допустим, Максима Горького или Федора Достоевского так написано, да? А именно во имя Спасителя, во имя Христа мы получаем прощение грехов. И вот здесь я хотел бы немножко отвлечься и напомнить, мы с вами в октябре разговаривали, у нас была тема православие, католичество, протестантизм, мы говорили о разнице понимания прощения грехов в православной традиции и в западной традиции. Да? Прощение, ну, по крайней мере, насколько я вот могу понять, оно в первую очередь состоит в исправлении. Прости, прости, да, по-церковно-славянски. Это значит выпрями. Вот когда совершается вход на службе, да, вы, наверное, слышали такой возглас «премудрость прости». То есть стойте прямо, в этот момент нельзя там сидеть, вот в этот момент не надо делать поклон, стойте прямо. Простить значит выпрямить то, что искривлено. Вот. Поэтому прощение – это исправление греха. В западной традиции, в частности, в протестантской традиции, прощение понимается как освобождение от наказания за грех. И вот у нас есть соблазн тоже понимать, что Бог нам прощает грехи, что Он нас освобождает от наказания. Он освобождает грех. И это тоже есть составляющая спасения. Но в первую очередь простить грех, значит в самом человеке его исправить. И когда священник молится тоже вот в молитве исповеди, примири, соедини его, примири, соединился с этой церковью, прости его грех, прости, в том числе, значит, помоги человеку справиться. Ведь грех это как заноза, вот тот же Феофан Затворник, он говорил, что покаяние это то, что мы занозу вытащили, а воспаление не осталось. И вот нам надлежит лечиться от уже вытащенной занозы, вот, залечивать вот эту рану, нанесенную нам грехом. И поэтому прощение в этом состоит. И вот не ошибусь, наверное, Исаак Сирин говорил о том, что признак того, что тебе грех Богом прощен, это то, что ты его возненавидел. Это совершенно справедливо. Когда ты грех возненавидел, значит, он стал совершенно чужд твоей душе. Если ты, например, ругался раньше нецензурной бранью, матерными словами, да, ты как бы любил это вот была частью твоей жизни, и ты даже не мог представить, насколько, как можно без этого, да? Я привык с друзьями разговаривать, например, мама. Но сначала человек кается, сначала он просто говорит, это грех, и он пытается бороться, не получается. Потом у него вроде получается, он борется, говорит, в принципе, избавиться, да? Потом, когда уже идет состояние, что действительно мерзость, что даже если мне деньги дадут, я не совершу это. Даже если меня будут заставлять, я не совершу это. Это действительно мерзость, это совершенно недопустимо для человека ни в каких ситуациях. Это значит, тебе Бог простит. Значит, ты полностью исцелился. То есть та рана в душе, которую делал этот грех, она уже полностью затянулась, полностью залечилась. Вот что значит прощение. Это не единственный момент, потому что и освобождение от кары, от наказания тоже есть в вечности, да? Но, тем не менее, вот я все-таки акцент делаю на этом, что, когда мы говорим, проповедуем быть во имя Его покаяния и прощения грехов. Это не значит, что Христос за нас заплатил, принес бесконечную жертву Богу. Мы можем делать все, что хотим. Хотим жить однополыми, давайте. Хотим развратничать, распутствовать и красть, давайте. Христос заплатил за нас. Главное, что мы в Него верим. Так говорят вот, иногда западные ветви христианства. Поэтому мы и видим там такое умножение порока. Поэтому мы видим там, что гомосексуалам не просто дается дорога в общественной жизни, а что даются иерархические должности в церкви. Женщины-епископы, открыто признающие себя таковыми, они возглавляют целые церкви, например, в Швеции. Почему? Оправдание пророка. Христос заплатил за нас. Христос закрывает нас от гнева Божьего. Да, за грех мы на себя навлекаем гнев Божий. Христос за нас заплатил. Мы можем делать все, что хотим. Вот это очень порочно, очень опасно. Психологии нам нельзя не поддаваться. Евангелие от Марка. Прокаженный. Если хочешь, можешь меня очистить. Подходит к Христу. Господи, хочу, очистись. Мы видим здесь синергию, да, то есть взаимодействие божественной и человеческой воли. Человек сам подходит, он должен вот подойти и сказать: Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Естественно, Спаситель милостив, человеколюбив. Он мог просто на расстоянии помолиться и этого человека исцелить. Но обязательно нужно вот это, чтобы сам подошел. Или если не мощной, как тот расслабленный, чтобы за него подошли. Да?
только тогда Господь включается, Он действует вместе с людьми. Вот. Потом исцеление в субботу, тоже это сквозь Евангелие приходит, человека с сухой рукой, человека с подъянкой, скорченной женщины, много там историй около такие, наверное. Вот, про исцеление в субботу. Мы иногда каемся о грехе в работе воскресенья. Заметьте, что у нас есть часто неправильное понимание, что такое воскресный день. Воскресный день – это день не просто, когда мы должны чего-то не делать. Смотреть телевизор, например, да, вот вроде ничего не делать, отдыхать. Нет, воскресный день – это день, посвященный Богу. Дела Божьи надо делать в воскресенье. К вам ходить, молиться, читать, на беседы ходить, посещать нуждающихся, больных, одиноких. Вот это надо делать, а не бездельничать. Это не часто, но случается. Вот. В 3 главе говорится о том, что Христос апостолам дал власть исцелять от болезней, изгонять бесов. Именно апостолам, обратите внимание. Потому что бывает такое, что говорят, а почему священник имеет право прощать грехи? Прощать грехи Богу. Священнику дано право совершать это таинство. Потому что Господь дал. Вот Он дал своим ученикам, именно апостолам. Не всем подряд. Он говорит, все верующие во имя Мое будут прощать грехи. Апостол дает власть. И они пошли и проповедовали покаяние. 4 глава. Нет ничего тайного. Замечайте, да, вот все вроде бы одна тема, покаяние стоит. Ну что здесь говорить? А вот когда начинаешь читать Евангелие, с разных сторон, с разных аспектов, вот разные нюансы одного и того же видишь. Поэтому для меня вот целое открытие было. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явно. И что скажете на ухо, то будет проповедано на кровь. Да? Ничего не будет тайного. То, что мы подумали, то, что сделали наедине, то, что вот в отношениях с одним человеком, один на один, с другим человеком сделали, все будет явно, все будет открыто. Что вы сказали в темноте, то услышится во свете. Еще следующая фраза, тоже имеет отношение, конечно, к таинству покаяния. Царство Божие подобно семя. Человек спит и встает, и как семя растет, не знает он. Когда же созреет плод, немедленно посылает семя. Когда мы сажаем удачи, да, какой-нибудь огурчик, клубничку, естественно, мы не думаем каждую минуту, как она там растет. Просто мы видим, ага, цветочки появились, ягодки созрели, можно собирать урожай. Эта фраза должна нас утешить, когда мы вот имеем какой-то недостаток, страсть, слабость, и каемся в нем, и кажется, что ничего не меняется. Годами каюсь, говорю на исповеди, как осуждал, так и осуждаю, как пустословил, так и пустословил. Когда же оно уйдет? А оно потом неожиданно, вот так раз и уходит. И много раз мне приходилось замечать и по себе, и по другим людям, что вот эта работа духовная идет незаметно. То есть мы должны каяться. Даже если не получается сразу избавиться, все равно надо каяться, все равно надо читать, все равно надо искать пути. От нас нужно вот это вот усилие, настойчивость, постоянство в борьбе с какой-то страстью. Господь уже дает благодать. Сами мы не можем избавиться ни от чего, даже от самого маленького греха. И Бог без нашего согласия, без нашего стремления, Он тоже не может нас избавить ни одного, даже от самого маленького греха. Обязательно нужно и наши усилия, Его благодать. А какую благодать даст, и когда Он даст, это уже Его воля. Вот. И, кстати, здесь еще из этой истории можно сделать еще один вывод. О внезапных смертях людей праведных. Вот иногда смотришь, видишь, действительно человек подвижник, и живет чисто, правильно, не то, что грехов не делает, а всеми силами служит Богу, служит людям, и раз умирает. И даже, может быть, неожиданная кончина. Ну, вот рассказывает про священника, вот он приехал в больницу, всех там поисповедовал, там сколько-то десятков людей причастил, за всех помолился, и от усталости еле волоча ноги, сел в машину и поехал назад, вот, и по пути попадает в автокатастрофу. Что он грешил всех, по грехам всех погиб. Просто, может быть, он созрел. Вот Господь послал всех и пожал его. То есть, сжал, как плод для Царства Небесного. То есть жизнь наша – это школа, это и есть та грядка, на которой мы растем в своем покаянии для Господа. И смерть – это не обязательно наказание. Ничто, 7 глава, ничто, входящее извне в человека, не может осквернить его. Исходящее из человека оскверняет его. Из сердца исходят злые помыслы, любодеяние, убийство, кража, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, зависть, богохульство, гордость, безумство. Из сердца. Вот, мне, может быть, тоже была непонятна эта
эту мысль, пока я не почитал Паисия. Паисий Святогорец, вот его книжка, 4 тома, сейчас уже издано еще 2. Как он говорит о мыслях, о том, что мы должны мысли свои очищать, что мы должны вот прям бороться с помыслами подозрительности, да? Вот его совет такой, если кто не знает, то я напомню, фабрика добрых помыслов. То есть, если мы видим, что человек, ну, например, куда-то пошел, естественно, у нас сразу мысль о том, что, ну, пошел там, может быть, особенно если подозреваем, пошел куда-то выпить, погулять, да, может быть, там на встречу какую-то нехорошую. И вот надо прям себя заставлять, вот прямо говорить, так, не остановлюсь, пока не придумаю 3 добрых помысла об этом человеке. Даже если они кажутся неправдоподобными. Он пошел на работу, он пошел навестить болящего, он пошел там, не знаю, спортом заниматься. Вот так. И, вы знаете, работает, помогает, преодолеваешь вот эти вот злые мысли и понимаешь, что насколько они важны, потому что мысли-то наши все в небе важны, и мысли не решим. И именно с помыслами надо бороться и преодолевать. Блаженны чистые сердце. Из сердца исходят злые помыслы. Смотрите, а злые помыслы стоят в одном ряду с любодеянием, с убийством, схражением, коварством. Когда мы говорим одно, а думаем другое, или думаем, ну ладно, я с тобой еще поквитаюсь. Это коварство. Вот исцеление дочери Серафимиянки, тоже усердно молитве, да, когда женщина приступает к Христу и просит его, исцели, дочь мою, да, Господь ведь в этом случае он не сразу исцеляет, не сразу отправляется к ней на помощь. Он молчит в это время, да, а она все равно всегда просит. Он потом даже ее как бы специально так немножко оскорбляет, да, то, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. А она говорит, да, псы едят крошки со стола Господа. Вот иногда Бог молчит в ответ на наши молитвы. Мы просим Его о чем-то, о себе даже, о близких, и Он молчит. И вот это молчание, это для нас повод, чтобы усердно, усиленно молиться, да, показать свою настойчивость и показать свое смирение. Господи, да, я недостоин, но я все равно прошу. Все равно прошу и буду просить, хотя я недостоин. Подробнее можете объяснить? Я вот не понимаю, почему вот за эту фразу Бог его вот так благодарит сразу, вот что она сказала про то, что... А она смирилась, он же ее оскорбил, он говорит, и нехорошо взять хлеб у детей, то есть у природных израильтян, и бросить псам, то есть вот этим людям, самарянам. Она бы сказала, кто псы, мы псы, да и не буду, раз ты такое, не буду. Ну, он же так не сказал, говорит, да, псы. Но и псы ведь тоже едят крошки со стола Господь. Вот. Она как бы признала свое смирение, потому что они же не поклонялись единому Богу, они же вот допускали там языческие веры. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Потерять душу – это значит и есть измениться, то есть потерять свои верования, свои убеждения, свои принципы, да, раскаяться в них, преодолеть их, если они были неправильны, признать, что они были неправильны. Вот. А кто сбережет, вот говоришь человеку, например, так нельзя, так неправильно, в этом надо каяться. И вроде бы согласен, понимает собеседник, что да, вот надо было это измениться, но не хочет потерять душу. Привык жить так, привык пить молоко каждый день, привык телевизор смотреть, новости. Ему как-то сложно представить, а как-то вот я не буду новости смотреть каждый день. Вот моя душа привыкла к новостям, вот она приросла уже к ним, она питается ими, вот этими вот новостями, для нее это энергия каждый день. Как-то отказаться от новостей и читать молитвы вместо новостей. Читай молитвы, говоришь. Да нет времени, батюшка, нет времени, нет энергии, устают так сильно. А сколько смотрите телевизор? Каждый день смотрите телевизор. Вот. А вот силы-то куда уходят? Телевизор-то и уходит, новости уходят. Душа всю свою энергию, которую она должна тратить на общение с Богом, она потратила на переваривание новостей, где там что взорвалось, улетело, потерялось. Кто постыдится моих слов, вроде все прелюбодейным и грешным, то постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами. Да? Вот. И тоже иногда вот со стороны кажется, что церковь такая организация странная, где вот люди что-то друг другу рассказывают, исповедь, это вот рассказывать о себе, и что надо все рассказывать, и что даже вот такое вот, что даже и врачу не расскажешь, и это надо рассказать. И то, что даже вообще никто из людей не знает, и это надо рассказывать. Скажет, ой, так у вас там, это похоже на психиатрическую какую-то лечебницу. Вот. И вот здесь есть соблазн сказать, ой, да, что-то это, ну, как будто здесь собрание какие-то ненормальные. Вот.
Господь, кто постыдится, того я постыжусь. Поэтому вот надо иметь не просто твердость, а надо иметь достоинство. Знать, что я христианин. Я перед Богом хожу. Я соблюдаю, стараюсь соблюдать Слово Божие. Хотите, смейтесь, хотите, не понимайте, хотите, тоже приходите. Но я-то знаю истину и стараюсь жить в ней. А уж вы, как говорится. Вот стыдиться здесь сказать, да, ну, вообще-то, да, не очень. Все. Вот, так нельзя, так нельзя. То есть надо твердо исповедовать свою веру и быть дать готовым ответ каждому своему пробованию. Отец отрока, 9 глава, веру Господи, помоги моему неверию. Когда спускается Христос с горы, да, после события преображения, он, прежде чем исцеляет вот этого мальчика, спрашивает, а ты веруешь? Верую, помоги моему неверию. То есть и верует, и не верует. И просит о том, что Господь ему верует. Тоже образец молитвы, да? Помоги, Господи, моему неверию. Верю и хочу верить, но слабая моя вера. Чувствую, понимаю, что слабая. А ведь вера – это да. Апостолы говорили, Господи, умножь в нас веру. И вера, и смирение, вообще любые духовные дарования – это все дар Божий. Поэтому если Бог не даст веру, то и веры-то и не будет. Поэтому надо и самому верить, и просить нам. Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Род бесовский. Ну, конечно, все люди в той или иной степени одержимы злыми духами, да, ну, чаще всего через помыслы, через какие-то обстоятельства. А есть люди действительно по-настоящему одержимы. Вот. Бывает периодически, а бывает даже полностью одержимы. Вот. И молитва и пост нам нужны. То есть одного покаяния недостаточно. Почему злой дух может поселиться в человеке? Почему человек может подчиниться как бы вот воле демона? Потому что, может быть, когда-то занимался, скажем, гаданием, оккультизмом, астрологией, там, спиритизмом, да, и так далее. И вот к нему прицепился он и живет. Он имеет право, он имеет вот эту дырочку в душе, благодаря которой он вот как вот присосался и как паразит питается энергией человека. И одного покаяния, то есть просто признание, да, что я вот когда-то обращался там к экстрасенсу, к ведьме, колдуну, там еще кому-то, недостаточно. Сей род исходит от молитвы и поста. То есть вот эти вот аскетические упражнения, которые идут уже даже после вот исповеди, они нам нужны для исцеления. Для этого существуют эпитемии. Эпитемии – это наказания, которые установлены в церкви для преодоления того или иного греха. Вот. Ну, давайте немножко отвлекусь и скажу как раз о эпитемиях. Это такой вопрос интересный, многих касающийся. Эпитемия – это упражнение, это не наказание. Это упражнение для преодоления греха. Вот. Это может быть отлучение на какой-то срок от церкви. Вот я принес такую книжку, самую толстую из всех. Вот 2/3 вот этой книжки, 800 страниц, это каноническое право церкви. Называется книжка «Право и правоведение». То есть здесь собрано все канонические правила. Когда, вот вы наверняка не раз и не два слышали такую фразу: ну, по святым канонам, или да, вот в древности было принято так, вот они, святые каноны. Вот то, что в древности было принято так, вот они здесь напечатаны. От и до, начиная от правил апостольских, вот, правила святых апостолов, есть такие, так и называются, правила святых апостолов. Вот. Ну, вот смотрите, допустим, вот просто наугад открыл. Аще кто епископ, или пресвитер, или диакон, святый день Пасхи, прежде весеннего равноденствия с иудеями праздновать и будет, да будет извержен от священного чина. То есть, если кто будет праздновать Пасху раньше времени вместе с иудеями, то будет извержен от священного сана. Я хочу зачитать несколько других, вот я закладочками заложил, то, что часто сегодня происходит, правило Поместного Антирского собора, вот проблема абортов. Ладно, может быть, даже мы как-то отдельную беседу ей посвятим. Жен, дающих врачевства, производящих недоношение плода в чреве, и приемлющих отравы, плод умерщвляющих, подвергает эпитемии человеку-убийце. То есть женщины, которые употребляют средства против зачатия, и ну, такие, которые имеют абортивное действие, и которые употребляют, допустим, таблетки абортивного характера или делают непосредственно аборт, они подвергаются эпитемии человека-убийцы. Вот еще актуальная проблема — Новый год у нас на носу. Да? Новый год, значит, большая часть населения у нас будет праздновать что? Год петуха. Петух есть символ китайского гороскопа, то есть языческий символ. Соответственно, на многих застольях, праздниках, корпоративах будет поклонение петуху.
Будут праздники, конкурсы, чествования, там, может быть, поедание символическое петуха. То есть, по сути дела, языческое жертвоприношение. Читаем. Правило 7 Анкерского собора. А тех, которые пиршествовали в языческий праздник на месте, присвоенным язычниками, но принесли и ели свои собственные, если эти рассуждено, принимать их в общение по 2-летним припадкам. То есть на 2 года человек отлучается от церкви. Но каждого ли должно принимать с причащением святых тайн? Епископское дело есть рассудить о себе. Так уж и жизнь каждого испытания. Кстати, на каждое правило, вот это вот правило 4-5 строчек, а вот на него комментарий. Были святые отцы-комментаторы, вот Занарий, Аристин, Бальсамон, славянской форме дается перевод. Вот на каждом есть это комментарий. Если кто заинтересуется, может открыть. Есть, кстати, хороший сайт Агиос-канон, agioscanon.ru. Все каноны там изложены, все истолкования, все правила Вселенских соборов, правила святых отцов. Вот. Ну, о прелюбодеянии еще можно сказать. Тоже не часто, но бывает даже среди верующих супружеские измены или просто блудные связи. Аще чья жена прелюбодействовала, или кто прелюбодействовал, таковым надлежит 7 лет прийти в совершенное общение по степеням к нему идущим. 7 лет учения церкви. Вот здесь еще об абортах, это Василий Языкова. Десятилетнее время. Если уже человек верующий после покаяния совершает это убийство, 10 лет. Это древние правила. Они написаны в основном вот с 4 по 8 век. Сейчас они в полной своей строгости не применяются. Сегодня у нас есть, то есть их никто не отменял, но мы их применяем, так сказать, к современным условиям. Вот. Есть такой документ, называется «Об участии верных в Евхаристии». Принят в 2015 году архиерейским совещанием. Можно в интернете его легко найти, об участии верных в Евхаристии. И там говорится, что епитемии на срок более 1 года совершаются через епископа. То есть священник может накладывать отлучение на срок до 1 года. Больше только через архиерея. Это тоже надо знать. Так, на чем мы остановились? Мы остановились на Евангелии от Матфея, на главе 10. «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие». Ибо таковых есть Царствие Божие. Дети, опять же, по тому же правилу о святом причащении, дети причащаются с момента крещения, без особой подготовки, с 3 лет натощак, без 3-дневного поста, но с полуночи натощак. С 7 лет или с 10 лет детям уже надо быть на исповеди. В традиции Русской Православной Церкви с 7 лет. По правилу Тимофея Александрийского с 10 лет. Поэтому индивидуальный срок, когда тому или иному отроку или отроковице начинает исповедоваться, он устанавливается священником, ну или традициями того прихода, в котором он установлен. Даже у нас в пределах епархии есть разные традиции. В каких-то храмах, вот в нашем, например, 7 лет мы требуем, где-то я знаю, что разрешают до 10. Вот. И пустите, не мешайте детей приходить ко мне. То есть даже, конечно, ребенок не может так глубоко заниматься самоанализом, исповеди как взрослый человек, но если кто не примет Царство Божие как дитя, то не войдет в него. То есть здесь и касается это и всех нас, потому что смирение перед Богом должно быть такое детское, да. Вот я часто привожу этот пример, когда спрашивают, что такое исповедь, или сам пытаюсь объяснить, что такое исповедь. Вот когда ребенок что-то натворил, допустим, что-то взял без спроса. Вот он ходит, он виноват. Он знает, что он виноват. Родители знают, что он виноват. Для родителей эта разбитая банка варенья, она, как сказать, большой ценности не представляет. Для них важнее его послушание, его душа, его дисциплина, да? А еще для них важнее его покаяние. Что он должен сделать, чтобы помириться? Он должен подойти, правда? Первый шаг, подойти. Сам должен подойти. Он должен сказать: я виноват, то есть признать свою вину, не оправдывать себя, а сознаться. Попросить о прощении: прости меня, мама, я нарушил твое слово, да, прости меня, папа. И третье: я больше так не буду. И вот этот образ, вот этой простейшей детской исповеди, обиходной, он ведь и есть схема для самой обычной исповеди. К Богу прийти, повернуться к лицом, подойти к Нему, да, и в храм.
признать себя, то есть раскаяться в своих грехах, признать, что они были. Бог знает. Так же, как родители знают, кто это взял, кто это разбил. Все они прекрасно знают. Для Бога эти наши грехи ничего не значат. Он легко их может исцелить. Для него важна только наша душа. Поэтому он ждет наше покаяние. Он ждет о том, что мы признаем Его Богом, что мы признаем Его Отцом. То есть мы попросим у Него прощения, потому что когда человек просит у кого-то прощения, значит, он признает чью-то власть над собой. Если человек не просит прощения, значит, он не признает власть над собой. Да? Поэтому в покаянии мы просим прощения, признавая Его власть над собой. И обещание: я больше так не буду. И тогда дается прощение. Конечно, родитель, отец или мать тут же обнимает ребенка, говорит: ну хорошо, я рад, что ты понял, ты, конечно же, больше так не будешь, но еще последний кирпичик, последний штришочек. Ведь только тогда эта исповедь, она будет, вот это признание, оно будет действительно справедливым, если он точно так не будет. Если он на следующий день опять залез, опять взял, опять разбил, опять нарушил, значит, ты ложно нравится. Да? Значит, тебе уже можно более строгие меры дисциплинарные предъявлять. Вот. Также, то есть нельзя до бесконечности злоупотреблять таким вот доверием. То есть нужно усилие по преодолению, по исправлению. Решимость действительно так не поступать. Не только для того, чтобы не был наказан, чтобы мультика вечерних не решили, да, а подлинное осознание греха. Вот это и есть самый простой образ. В Евангелии от Матфея, в 12 главе мы читаем, когда Христа спросили: а что есть первое и большая заповедь? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей, и ближнего твоего, как самого себя. То есть заповедь главное – это любовь. Любовь к Богу, любовь к ближнему. И что такое грех, поэтому очень легко определить. Грех – это все то, что разрушает любовь. Я понимаю, что надо любить человека. Я хочу любить человека. Я стремлюсь любить человека. Но моя зависть мне не позволяет. Вот есть человек более успешный в жизни, чем я, а я ему завидую, значит, я его не люблю. Значит, зависть – это грех, разрушающий. Я понимаю, что надо любить Бога. Я понимаю, что надо с Ним общаться. Я понимаю, что надо с Ним каждый день разговаривать. Но моя лень мешает мне каждый день молиться и разговаривать с моим любимым Богом. Значит, лень в данном случае – это и есть тот грех, то нарушение, то беззаконие, та ржавчина, которая разрушает эту любовь. Притча о злых виноградарях, тоже здесь можно о ней поговорить. Да? Когда придаст смерть виноградарь и отдаст виноградин другим, это наша ответственность за церковь. Вот, уже закончили Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки. У Бога не останется бессильным никакое слово. То есть сила и непреложность Божьего слова. Вот гимн Захария очень интересный слова, почему-то на нем не акцентируется внимание в богослужении. Захария. Благословен Господь Бог Израиля, что посетил народ свой, и ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицем Господа, приготовить пути Его, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов Его. Спасение народа состоит в прощении грехов Его. Опять же, не то, что кто-то придет и скажет: ваши грехи все прощены, можете продолжать грешить дальше. Прощение значит исправление грехов. Мы с вами, вы помните, в прошлом году говорили о духовном нравственном благополучии, да, народу. Вот в цифрах даже если взять, сколько у нас разводов сегодня творится на количество браков, сколько у нас детей убивается, сколько у нас преступности, вот одно преступление в год на 50, примерно на 50 человек. То есть исправление народа и Республики Коми и России состоит в прощении грехов его. Но грехов, прощение внутреннее, значит преображение народа, в его искреннем желании спастись. Змеи, порождение Хидина, это Иоанн Предтеча говорит: сотворите же достойные плоды покаяния. Всякое дерево, не приносящее плода, срубается и бросается в огонь. И они... Так, тут очень важный текст, я его зачитаю полностью. Сейчас это Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 3 глава. Он большой, я его даже полностью не выписал. 7 стиха по 17. Иоанн, приходившему христиться от него народу, говорил: порождение Хидина, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния. И не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Не думайте говорить в себе, что мы чада Святой Русской Православной Церкви, наследники преподобного Сергия Радонежского. Да, я перевожу на свой. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь.
и спрашивал народ, что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущим, и у кого есть пища, делай тоже. Пришли мытари креститься и сказали ему: учитель, что нам делать? Он отвечал: ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали им также воины: а нам что делать? И сказал: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованием. Что такое плоды покаяния? Иногда мы слышим эту фразу, да? Я вот по этому поводу и зачитал эту фразу. Плоды покаяния – это дела, противоположные совершению греха. Вот хочу вам порекомендовать схигумена Славу Остапенко, духовника Псково-Печерского монастыря, уже покойного. Вот, есть у него книжка такая, по-моему, даже есть книга, так и называется «Плоды покаяния», эта книга называется «Близок нам Господь». Вот из его писем «Беседа о духовной жизни» я зачитаю. Плоды достойны покаяния – это христианские добродетели и добрые дела. В Евангелии много пишет о плодах покаяния. Ну вот, да, цитируется тоже место из Луки, которое я прочитал. А вот еще плоды духовные. Облекаемся, как избранные Божии, милосердие, долготерпение, благость, смиренномудрие, кротость и любовь. Основной плод покаяния – это любовь. Апостол Павел говорит: если я раздам все имение мое, я дам тебе на сожжение, любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Плоды покаяния проистекают от истинного покаяния. Истинное покаяние – это значит искреннее, нелицемерное сокрушение греха. В Священном Писании приводятся конкретные примеры истинного покаяния, приносящего достойные плоды. Вот, например, Закхей, неправедный сборщик подати. Какой принес плод покаяния? Он раздал половину имений и с избытком вознаградил всех, у кого взял лишнее. Преподобная Мария Египетская в юности вела порочную жизнь. Какой плод покаяния она принесла? Ушла в пустыню и стала жить с Соломоном. Так вот и мы должны делать. Например, берет нас гордость и тщеславие, а мы молим Бога, чтобы Он послал нам смирение. А как практически переделать нашу греховную природу? Надо переплавить нас в огне клеветы, напраслен, насмешек, всякого рода унижения и оскорбления этих людей, и даже самых близких родственников. Вот Господь и присылает нам просимое. Потому что когда мы просим у Бога смирения, это значит просим послать нам людей, которые бы смирили нас. Если благодушно, без ропота, без озлобления и раздражения принимаем, с радостью благодарим Бога за все это, молимся за обидчиков и не изменяем к ним своего доброго расположения, то это значит, мы приносим плоды истинного покаяния. Плоды истинного покаяния. Хочу еще немножко отвлечься. И случай из практики, это, наверное, самое интересное, да? Самое незабываемое, когда вот мы соприкасаемся с живой жизнью. Как-то раз в соборе нашем кафедральном, это была служба на Пасху, я видел одну из самых, наверное, глубоких истин. Она была очень короткая, буквально 2 слова. Пришла пасхальная служба, прям торжественная, все красное, все вокруг сияет, вот это все, хор поет, и стоит мужчина. Он не причащается, вот все на исповедь, он на исповедь. Но он стоит и плачет. Мужчина вообще очень редко приходит к Богу, и на исповедь приходит редко, а плакать, тем более, это бывает очень часто. Не знаете, что он говорит? Я жалею только о том, что вот я всю жизнь прожил без этого. Он даже не может сказать, вот просто вот без этого, вот без службы. Вот это действительно было такое глубокое, слезное покаяние, сожаление, потому что всего этого не было, что, наверное, более умилительного чего-то и не доводилось видеть. А был другой случай, тоже это было в соборе, как ни странно, такое совпадение. Вот. Туда меня пригласили послужить на какой-то праздник, заменить там, на День Святой Троицы, это года 2 назад уже. Вот. И девушка после службы подошла и попросила советов в сложной ситуации. Там были нелады дома, в семейной жизни, с ребенком что-то. И вот она рассказывала. Я так удивлялся, думаю, вроде, что-то верующий, да, говорю, а вы вот этого не делали? Нет. Потому что я-то уже привык к тому, что когда человек делает какие-то грехи, они потом к нему вот каким-то образом возвращаются. Я говорю, да делал, да уже покаялся. Вот. Я говорю, странно, такие истории. Ну, значит, нам Господь такое вот задание дает. И мы дальше так с ним сидим, так вот мило беседуем, так 10 минут это все продолжается. А потом раз за что-то зацепились. Я говорю, подождите. Вы же сказали, что вы в этом уже каялись. Я говорю, а получается, что не покаялись. Нет. Я говорю, пойдемте-ка на волю, давайте тогда. Вот вы каетесь в этом? Я говорю, да. И тут ее прошло. И вот она стала каяться по-настоящему. И там такой комок всего оказался, по 300 шла почти 3 часа. Вы представляете?
И вот этот дар, это просто Божий дар. Вот когда человек дар без подготовки, без даже какого-то намека, ну просто вот он рассказывает, вспоминает, а вот еще было то, полностью открывает свою душу. И вот ты настолько радуешься, потому что видишь вот это вот преображение человека, изменение человека. Вот. Я, конечно, вышел оттуда потом весь уставший, без возможности, но с огромной радостью. И вот еще бы это все закрепить и действительно возненавидеть грех. Вот это вот покаяние. К этому невозможно привыкнуть, потому что покаяние – это чудо. Бог не может совершить в нас покаяние. Вот почему это чудо. Он может заставить нас улететь с красивой Америки за одну секунду, а покаяться не заставить не может. Это можем мы сделать в Писании. Вот. Поэтому как бы ни был человек ожесточен, как бы он ни был настроен, что бы он там ни говорил о своей ненависти, о неприятии церкви, там, о том, что он убежден, что вот такая-то там секта, она обладает правом на истину, что бы он ни говорил, любой человек может покаяться. И привыкнуть к этому действительно невозможно, потому что это всегда такое чудо, это такой праздник, это такое обновление. Вот оно просто приходит вот неожиданно, в каких-то ситуациях в жизни, это может быть, вот как я описал, да, то есть просто на самой исповеди у человека может вот так вот, оно просто вот политься, прорвалась, так сказать, плотина и полилось, да. Это может быть какое-то слово Божие, которое вот просто вот взяло и пронзило нас. Вот мы услышали где-то, да, из Евангелия, из телевизора, из газеты. Не обязательно много читать. Это может быть встреча с другим человеком. Когда вот ты знаешь, что вот человек более чист, чем ты. Ты привык вот как бы в кругу обычно прощаться, и ты привык, что ты такой же, как все, и поэтому покаяния нет. Неожиданно ты встречаешься с кем-то, кто выше тебя, не настолько, а вот на голову выше тебя. Рождается покаяние. Потому что ты понимаешь, и я ведь могу быть такой, я ведь могу тоже такой вот святой, а я не такой. И вот настоящее покаяние – это осознание даже не столько, какой я есть. Покаяние – это осмысление того, какой я должен быть. Когда мы понимаем, какой я должен быть, тогда мы каемся, что мы такие, какие мы есть, а не такие, какие должны быть. Это может быть неожиданно из подслушанного или кем-то переданного разговора о тебе. Вот мы живем и думаем, что сами себя считаем так ничего такими не самыми плохими, да? И кажется, что и люди нас все в основном любят, улыбаются, хвалят нас, да? Вот. А Господь, кстати, говорит: горе вам, когда вам будут говорить хорошо. Горе вам, горе. Когда вас будут злословить, гнать, проклинать, радуйтесь, веселитесь. Велика ваша награда на небесах. А когда люди будут все вам говорить хорошо, это горе. Так, и вдруг неожиданно мы узнаем, что вот этот мой коллега, сосед, там, может быть, родственник, который так меня всегда хвалил, который такие толстые на мой день рождения говорил, он на самом деле считает, что я-то лицемер. И его же не купишь, он так считает, значит, я и есть лицемер. Вот этот человек может замереть, остановиться и сказать: Господи, это я вот так живу, я считаю, что я ничего, а на самом деле вот я такой. Вот, может быть покаяние, да, а я ведь могу быть другой. Покаяние, конечно, чаще всего рождается покаяние из скорби. Из того, когда вот мы упираемся, вот как митрополит Антоний, всеми нами любимый, говорит: человек, он как животное на лугу. Он вот пасется и не думает ни о звездах над его головой, да, что там такое красивое небо. Корова же не любуется небом, человек любуется небом. Вот. И не об опасности не думает, что вот рядом лес, оттуда выскочат волки и бросят на тебя, и уезжать не успеешь. Вот мы также пасемся на лугу, иногда не думаем ни о небе, ни об опасности. И решим. Раз диагноз, раз смерть кого-то из близких, раз какая-то крупная финансовая потеря. И вот ты задумываешься, что же я сделал не так. Сначала мечешься, пытаешься как-то избавиться от наказания, а это только начало. Это только начало покаяния, а то потом идет, за одним диагнозом приходит другое, за одной потерей другая. Вот, за одной неудачей более тяжелая. И вот тогда с трудом, ой, с какой гордостью и как нерешительно начинает рождаться у нас покаяние. Вот, тогда начинаешь меняться. И вот в этом плане мне тоже поучительный пример одного человека, которого мне довелось видеть, у которого в семье произошла очень большая беда. И вот он сказал: батюшка, так надо исповедоваться, у меня ноги по колено в аду. Когда я услышал эту фразу, я так пропустил, я думал, что мало ли, что человек не скажет, да, у меня земля под ногами горит, он говорит. Я говорю: подготовьтесь, как положено, вот там 3 дня поста, вечером на службу. Но когда он пришел на исповедь, я понял, почему ноги по колено.
Потому что ну, как бы степень, набор его грехов, он превышал как бы наш стандартный там, в несколько раз. Это у него действительно ноги были определенно. Вот. Как говорил один священник, говорит, если тебе гвоздь в руку воткнули, или ты сам где-то вот напоролся, да, ты не будешь говорить, ну ладно, завтра схожу. Ты бежишь, хочу сказать, ну скорее, скорее, ну уберите же его, ну что-нибудь сделайте, да все что угодно, только вытащите его. И ты не можешь говорить, да не знаю, где болит, то ли там, то ли сям. Да вот же, он здесь. Вот что такое грех, вот что такое покаяние. Это тоже дар Божий. Это тоже дар Божий, который, хотя и через скорбь, но он приходит к нам. Что еще сказать о Евангелии? Вот еще притча о покаянии. У одного взаимодавца было 2 должника. Один должен был 50 динариев, другой 500. Кто из них больше возлюбит его, если он обоим простил? Конечно, тот, кому простили больше, да? Поэтому Господь говорит, и ее грехи прощаются за то, что она возлюбила много. Это как бы такой большой переворот. Вроде и она должна возлюбить много, но она, наоборот, она вот больше возлюбила, и ей больше прощается. Да? Вот. Поэтому не надо осуждать людей, которые были когда-то преступниками, разбойниками, неверующими были. Да? Если сегодня они становятся там священниками, например, диаконами, даже епископами, приходится такое слышать, приходится говорить, вот этот вот был такой, да мы его знаем, там у нас там вот он торговлей занимался, или еще там чем-то, там блудил, вот батюшкой стал, вот, как так. Вот. А апостол Павел, апостол Петр отрекался, апостол Павел был гонителем, да, вот. Ни про кого нельзя судить. И даже если вчера человек был, часто говорят, ну я не могу, вот я слышал даже еще недавно от одной женщины приезжей, она говорит, все зашли в храм, она говорит, да я не могу, как Владимир Владимирович Путин. Вчера еще там, дескать, там в коммунистической партии было, а сегодня вот уже со свечкой стоит. Я так удивился, думаю, да, во-первых, пошло-то уже сколько, лет 20, наверное, уже 25 лет Советского Союза нет. Причем здесь это, за 2 секунды в человеке может преображение случиться, да, как я только что рассказывал вам историю. Так судить нельзя. Что еще прочитать? Я уже не буду все цитаты, потому что мы сейчас просто не потонем, наверное, выберу самые такие яркие, самые глубокие. Не знаете, какого вы духа? Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Когда апостолы говорят, да, Господи, скажи нам, чтобы огонь, вот, мы сведем огонь с неба на них. Вот. Это упрек нашим мнением о наказании Божьем. Когда с человеком с каким-то что-то случается, мы говорим, вот тебя Бог наказал. Бог не наказал. Никого Бог не наказал. Бог дает всем свободу. Он дает возможность каждому человеку видеть последствия своих грехов. И иногда это просто зло, которое в мире существует. Слушающий вас меня слушает, отвергающийся вас меня отвергается, отвергающийся меня отвергается пославший меня. Это к тем, кто говорит, что не нужна священная иерархия, что каждый верующий может сам принимать грехи. Вот. Просите, и дано будет вам, ищите, найдете, стучите, и отворят вам. О благодати исправления, озрения своих грехов. Вот, вот это важно. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, а потом возвращается, смотрит, место не занято и говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел. И идет и берет 7 других духов, злейших себя, и бывает для человека того, последнее уже первого. Это от тех, кто приходит на исповедь, на причастие попробовать. Поможет, не поможет, понравится, не понравится. После покаяния впадает снова в грехи. И Господь говорит, да, вот как вымытая свинья идет валяться в грязи. Лучше бы и не познать Бога, чем познать и отвратиться. Очень опасно. Надо всегда знать, что покаяние, оно предполагает верность. То есть отношения с Богом как бы безвозвратные. Нельзя уже вернуться назад. Понятно, что есть такие вещи, которые мы не можем моментально преодолеть. Мы повторяем, но непроизвольно. А произвольно решить уже не можем. Что еще может быть наиболее ярко выделить? Ну, притча о блудном сыне, конечно, это классика. Классическая притча, вообще покаяние, да, о том, как человек уходит на страну далече, и вот только когда он уже стал кушать со свиньями с одного края, все было у него. Отец, братья, богатство, здоровье, любовь. Мог бы жить, припеваючи все. Нет, надо уйти, надо разбазарить, надо растратить, надо потерять всю жизнь. Надо дойти до того, что со свиньями кушаешь с одного корыта,
и даже не досыта. И вот тогда надо только помнить и сказать, я же мог бы в доме своего отца слуги там хлеб едят досыта, я же сын моего отца. Когда он возвращается, да, тогда у него глаза поворачиваются, тогда меняется его образ мысли, он идет, а отец бежит ему навстречу, и притча «Блудный сын», наверное, самая глубокая притча о покаянии. Вот. Царствие Божие благовествуется, и всякий с усилием входит в него. Вот. Об усердии в покаянии. Вот. Невозможно никаких соблазнов, лишь и совершит брат против тебя. Когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. Вспоминайте жену Лотову, то есть не оборачивайтесь назад. Что еще? Сейчас, тут только то, что уже вы... Ну, притча о мытаре и фарисее, конечно, тоже. Вот Божьей милости будем не грешными. То есть состояние смирения, состояние видения своих грехов, оно дороже, чем внешние знаки праведности. Сей пошел праведный в свой дом более, нежели тот. Юноша богатый, который печалился, да, вот у него богатство, Господь видит его сердечную привязанность, зовет его, тот и печалился. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Это о Закхее, Евангелие о Закхее. Когда тот тоже неожиданно рассказ. А Закхей ведь тоже не собирался каяться. Он просто залез на дерево посмотреть. Но вот Бог его увидел и сказал, я иду к тебе в дом. И он тогда вдруг неожиданно открылся навстречу. И послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Расслабленную купили. Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Кстати, очень важная фраза, она не раз повторяется. Женщина, взятая в прелюбодеянии, да, когда вот ее приводят к Христу, и он говорит, он пишет что-то на земле, не знаем что, возможно, он грехи пишет людей, которые к нему ее привели, вот, и они все один за другим разошлись. И часто эту притчу используют, чтобы сказать, ну смотри, ну Господь даже вот ее не осудил, значит, не так уж страшно, что он грешит. А он что говорит? Женщина, никто не осудил тебя. Я тебя не осуждаю. То есть он дает прощение, но строгая заповедь, и больше не греши. Чтобы и расслаблен, чтобы не случилось с тобой чего хуже. То есть ситуация так, все-таки берется от греха. А слепорожденным, кто согрешил? А он отвечает, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. То есть мы живем в таком мире, где не только все причина, да, грех и следствие, а человек может родиться слепым, чтобы на нем явились дела Божьи. Матрона блаженна, почему родилась слепым? Она согрешила или родители? Не она, не родители ее, чтобы дела Божьи явились на ней. Многие сегодня, кстати, боятся родить детей-инвалидов, чуть-чуть какие-то вот опасения у медиков сразу на прерывание беременности. Сколько мы великих таких вот святых, творцов, композиторов, музыкантов, ученых убиваем таким вот образом. Только Бог знает. Единственное государство, которое не оставило после себя никаких памятников культуры, это Спарта. Там всех младенцев, чуть увечных, уничтожали сразу. Только войны оставались. Поэтому там нет ни литературы, ни культуры, ни музыки, ни поэмы, ничего не осталось. Только военные победы. Ох, как много я написал, не зачитать это все. А так старался. Не успеем уже полчаса, мы сейчас просто потонем. Сегодня, завтра 21 год хератории нашего владыки. Сегодня вечером в 5 часов служба в соборе праздничная, завтра в 8 часов божественная литургия в Стефановском соборе. Поэтому приходите, молитесь, владыку поздравляйте, молитвенно, так сказать, благодарите Господа за то, что вот мы со своей епархией, со своим епископом столько лет живем. У нас сегодня 5 служб, да, тоже поэтому успеть. Вот. Ну, поэтому я сейчас только самое короткое. Еще из этих книжек, видишь, я хотел перейти цитаты. Вот. Еще тут вот то, что выписывал Колоколь, то есть Нет, не будем. Ну, потом, может быть, потом когда-то еще вернемся. Вот. Помолитесь, Симон Волк говорит, помолитесь вы за меня, Господи. Посмотрите, они ему говорят, покайся в грехе 7 и молись Богу. Может быть, отпустится тебе полностью сердце твое. Он говорит, помолитесь вы за меня, Господи. То есть, как важна вот эта молитва двух, да? Господь говорит, там, где двое собраны во имя мое, там я посреди них. Вот исповедь – это там, где двое собраны во имя Его. Поэтому исповедь единая один. Она тоже важна, но она не полна. Книга Деяний. Так, оставляя на неведение, Бог не повелевает людям всем повсюду покаяться. Вот еще остановлюсь на таком важном моменте.
это послание апостола Иакова. У него там есть такая фраза: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга». Признавайтесь друг другу в поступках. В некоторых сектах используется эта фраза для того, чтобы исповедь совершать не перед иерархическим лицом, а друг перед другом. Вот я исповедовался просто вот товарищу, да, считается, что это исповедь. Просто фраза вырвана из контекста. А тут имеется в виду не просто признавайтесь, не кайтесь, а признавайтесь. То есть, если кого-то обидел, то надо просто признаться перед этим человеком в своем поступке. Вот второе послание Петра, эти слова. «Господь не медлит, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Послание апостола Иоанна: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен, праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой скверны». Вот. Почему исповедь совершается перед причастием? Первое послание Коринфянам. «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждайте ли Господня. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили себя сами, то не были бы судимы». То есть причастие может быть милости. Причастие может быть рассуждение, причастие может быть просто в холостую. Если нет покаяния, если нет стремления к Богу. Ну, в Ветхом Завете вот у Иезекииля, у Исаии, вот я просто зачитаю из Исаии кусочек и из книги Бытия, еще скажу. Вот. Из книги Бытия мы слышим, да, Адам, когда согрешил, Господь говорит: «Адам, где ты?» Святые говорят, что это призыв к покаянию. Если бы Адам в тот момент покаялся, у него была такая возможность, то он был бы прощен. Что Адам делает? Он начинает: «Я спрятался, потому что я наг и услышал голос твой и убоялся». Почему ты узнал, что ты наг? Может быть, ты ел с дерева, с которого я запретил тебе есть? И вот тут бы Адаму сказать: «Да, Господи, я ел, виноват». Он что говорит? Жена, которую ты дал, она дала мне, и я ел. Тогда Бог у женщины ищет покаяние. Она что говорит? Змей меня соблазнил, и я ел. Все, покаяния нет, и люди отмучены. Вот книга пророка Исаии, 1 глава, такая строгая. «Волк знает владетеля своего, и осел, если господина своего. А Израиль не знает меня, народ мой неразумный. Увы, народ грешный, народу примененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святаго Израилева, повернулись назад. Во что вас бить еще, продолжающий свое упорство? Вся голова в язвах, все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные, не обвязанные и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужие. Слушайте слово Господня, князья Содомские, внимай закону Бога вашего, народ гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я присыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, крови птенцов и акций, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячие и субботы, праздничных собраний не могу терпеть. Слышите, Бог говорит, да? Праздники ваши неприятны мне, беззаконие и праздники. Праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, научитесь. То есть труд нужно, чтобы научиться. Ищите правды, спасайте угнетенных, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придете и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег уберем. Если будут хвосты, как пурпур, как волну уберем. Если же отречетесь и будете употребствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят». Это для пророка Исаии. Ну что еще сказать, если сейчас уже отвлечься вот от записи, пожалуй, ключевые еще моменты, которые я хотел отметить. Значит, вот это документ об участии верных в Евхаристии, который я упомянул. Там подчеркивается обязательность исповеди перед каждым причастием.
Делается исключение, что священник может дать благословение на несколько причастий без исповеди в пределах одной недели. Если это пасхальная неделя или если это страстная неделя. Если человек постоянно исповедуется, то может быть такое благословение. Но, скажем, благословение причастия там месяц или два, а без исповеди такого нет. Пока нет в правилах церковных такого не установлено. Вот. Подчеркнуто, что желательно исповедоваться надо вне литургии, то есть не во время литургии. Лучше с вечера, если вечерняя служба есть, потому что вечерняя служба, она входит в состав подготовки к причащению. Вот. Нельзя, даже на литургии нельзя исповедоваться во время Евангелия и евхаристического канона. То есть два момента литургии, когда не то, что нежелательно, а просто нельзя исповедоваться. Вот. Нельзя причащаться, если находишься в незарегистрированном браке, то есть в сожительстве. Только в исключительных случаях невиновная сторона, которая всеми силами желает заключения брака, никак не может повлиять, в силу того, что давно уже люди живут, имеют общих детей, она может получить благословение, не обязательно. То есть священник может в исключительных случаях дать благословение, если есть стремление, осознание своей греховного сожительства и желание исправления ситуации. Вот, может быть допущен. А так, как правило, нет. То есть сожительство включаться нельзя, и крестными родителями тоже быть нельзя. Крестными родителями тоже быть нельзя. Я уже от тебя говорю. Вот. Отлучение на срок более 1 года через архиерея. Хочу обратить внимание, отпадение от веры тоже через епископа. То есть, если человек был в православной вере, потом ушел в какую-то секту, например, крестился у протестантов, баптистов, там исповедовался, там что-то, допустим, еще какие-то совершал священнодействия, то потом покаяние это должно совершаться только через прошение епископа. То есть он в присоединении. Есть даже чин такой. То есть в таком случае, когда человек входит в секту, он возвращается через специальный чин. Не просто через исповедь, а через специальный чин. Чин присоединения к православию. А чтобы совершить этот чин, священнику нужно благословение владыки. Вот. Можно причащаться, если лицо состоит в зарегистрированном государственном браке, но не венчанном. Однако духовники должны напоминать верующим о необходимости венчания. То есть супруги верующие должны венчаться. Вот. Ну, про детей я уже сказал. Вот. Объем молитв для детей тоже индивидуально устанавливается духовником, то есть молитвенное правило может сокращаться. Ну и вот, пожалуй, все, что по этому поводу я хотел сказать. Вот. А еще это касательно практических моментов. Я еще хотел обратить внимание на следующий момент. По поводу тайной исповеди я хотел сказать. Иногда, может быть, кто-то смущает вопрос тайной исповеди. Хочу сказать, что это тоже каноническое правило, я его себе не отметил, но где-то есть там канон, потому что священник должен строго соблюдать тайну исповеди. Ни в каких ситуациях он ее нарушить не может, ни в каких ситуациях нет, с церковной точки зрения. В синодальную эпоху, мы помните, в прошлый раз говорили с вами, что в уставе русской церкви волей императора была оставлена строка, что священник, если узнает о готовящейся государственной измене к покушению императора, он обязан доложить. Это было грубое нарушение канонических норм, сейчас такого нет. Вот. Даже в Уголовно-процессуальном кодексе есть строчка, что те данные, которые стали известны священнослужителю из исповеди или другого священнодействия, не могут быть объектом дачи показаний. То есть даже не могут священника вызвать и на допрос и потребовать сказать, хоть о каком преступлении он там узнал. Это тайна исповеди охраняется даже государственным законом, это очень важно. И я хочу сказать, что вот многие каноны сегодня, конечно, вот в той строгости не блюдутся, как они записаны, но тайна исповеди соблюдается строго. На этот счет можете быть спокойны. То есть я даже вот сколько в церкви, уже больше 10 лет, я не сталкивался с такими случаями, что тайна исповеди нарушалась. Вот. Но, чтобы никого не смущало, рассказ о чьей-то исповеди без указания конкретного человека, даже каких-то намеков на лицо, имени его, не может быть, это не раскрытие тайны исповеди, да? То есть это, наоборот, это может быть назидание, пример, вот, там, для, скажем, для каких-то жизненных обстоятельств, вот, это не нарушение тайны исповеди. Вот. Еще один важный момент по поводу тайной исповеди. Мы должны соблюдать, не только священник соблюдает тайную исповедь, то, что он услышал, мы должны свою тайну исповеди соблюдать. Не надо никому рассказывать, я исповедовался в этом, я уже в этом покаялся, или вот я постоянно исповедую Христа. Это моя тайна отношений с Богом. И, ну, конечно, бывают особые ситуации, когда, может быть, и об этом можно сказать духовно близкому человеку, но разбазаривать об этом не надо. То есть тайну мы должны соблюдать и сами. И еще очень важный момент – тайна исповеди детей. В исповедь детей вылезать нельзя.
ребенок должен готовиться на исповедь сам, полностью сам, самостоятельно, по своей совести. Можно с ним говорить, конечно, о том, что такое грех, какие бывают грехи, да, но указывать ему, говорить, ты в этом покайся, не забудь. Ты скажи, что ты маму обидел, ты скажи, что ты меня вот тогда вот не слушался. Ты вот об этом на исповеди потом скажи, что вот в школе-то вот это вот такое вот было. Нельзя указывать человеку, в чем ему кается. Нельзя записывать грехи за него. Нельзя ему диктовать, чтобы он вот это записал. Вот. Пусть ребенок кается сам, что надо, священник его спросит. Вот. То же самое еще важный момент, не толкать никого на исповедь. Иногда нам кажется, что, конечно, исповедь и причащение – это величайшее таинство, они человека очищают, освящают, с Богом соединяют, но это личное отношение человека к Христу Спасителю. Я не могу вам приказать, сказать, вот любите этого человека больше, чем вы сейчас любите, вот в 2 раза я вам приказываю. Это невозможно. Любовь – это то, что мы сами вынашиваем себе. Да? Также отношение с Богом. Вот прийти и исповедовать – это личный шаг человека. Поэтому мы не можем нести на себя ответственность за те искушения, которые человек принесет. Мы кого-то убеждаем, говорим, ну давай, вот ну, тебе очень надо исповедоваться, вот тебе это так поможет, ну вот ради меня, вот, особенно детей мы так просим, говорят, ну ты ради меня хотя бы сходи. И что, человек пойдет ради тебя, ради вас, а потом у него будет искушение, он скажет, ты вот меня толкал, ты говоришь, что так все хорошо, и что ж, как болел, так и болеет, и кто будет отвечать за эти искушения? Так он тогда вообще от Бога может отвернуться на всю жизнь. Толкать никого нельзя. Вот. Еще я хотел сказать, тоже, может быть, для вас был вопрос интересный. Исповедуются ли священники? Исповедуются. Все священники обязательно порядке исповедуются. Ну, естественно, они не могут исповедоваться каждый раз как участник, потому что священник служит 2, 3, 4 раза в неделю, и если он тем более где-то в селе, в деревне, он просто физически не может никакой исповедоваться, да, потому что он один. Вот. Поэтому он исповедуется несколько раз в год по желанию своего сердца. Да? В каждой епархии, это по уставу церковному, есть духовник. То есть священник уполномочен принимать на исповедь священников. У нас вот так является отец Михаил Козак и отец Симеон Кабалинский. Вот, в Устюме. Но, в принципе, священник может исповедоваться у любого священника, даже который моложе его. Вот. И в Великом посту обязательно вот, завтра будет собрание у нас епархиальное, и в Великом посту тоже собирается всегда осуществляется епархиальное собрание, и все священники приходят на исповедь. Можете прийти полюбоваться, как это происходит. Вот, да, то есть собираются все вот в пределе, в Степановском соборе, стоят такие очереди. Вот вы стоите на очередь на исповедь, может быть, скажем, полчаса уже в обществе, священники стоят по 3 часа в очереди на исповедь. Вот, и тоже каются, и на коленях, и достаточно строго. Вот. И за грехи тоже могут быть отключены от служения, могут быть запрещены в священнослужении. Вот. Могут быть просто полностью извергнуты из сана, естественно. Ну, а служить в нераскаянных грехов таких очень много. Вот. Любой тяжкий грех, скажем, за который вот человек, мирянин косов получается в церкви, скажем, на полгода, на год, вот, для священника может означать отключение и извержение из сана. Тот же вот блуд, любодеяние. Вот. С таким служить нельзя. Епископы тоже исповедуются. Епископов тоже есть духовник, это может быть священник. Ну, монах, конечно, как правило, пожилой, опытный. И патриарх тоже исповедуется. Все митрополиты раз в год должны исповедоваться обязательно. Может быть, чаще можно, реже нет. Вот. На что я еще хотел обратить внимание. Вот, я хотел зачитать цитату из Иоанна Кронштадтского. Вы знаете, да, вот я всегда эту книгу вам особо рекламирую, рекомендую. «Моя жизнь во Христе». «Моя жизнь во Христе». И вот здесь, что он говорит об отношении священника к исповеди. Ну, иногда может показаться, что это такое простое дело, ну что, стоит дослушать, до молитвы читать, разрешить. Ну, послушайте. Он правильно пишет, так как должно быть. Конечно, не все священники этому соответствуют, но так быть должно. Пространная цитата, но глубокая. «Исповедь для священника – училище самоотвержения. Сколько для самолюбия священника поводов к нетерпению, раздражительности, разленению, лицезрению, небрежности, невниманию. Вот пробный оселок любви священника к прихожанам. Священник отнюдь не должен жить в неге и особенно лелеять себя сном, приятными кушаньями и питьями. В противном случае дьявол легко запнет его сердце какой-нибудь страстью и повергнет в тесноту и расслабление. Распять, непременно распять свое чрево.
Исповедь для священника есть подвиг любви к своим духовным чадам, невзирающий на лица, долготерпящий, милосердствующий, не превозносящийся, не гордящийся, не ищущий своего, то есть своего спокойствия и корысти, не раздражающийся, не радующийся или не потворствующий неправде, радующийся же о истине, все покрывающийся терпящим, коли же отпадающим. Тут видно, видит сам священник, видят его духовные дети, пастырь он или наемник, отец или чужой для своих чад, своих ли ищет, или я же Христа Иисуса. Боже мой, как трудно надлежащим образом исповедовать, сколько от врага препятствий, как тяжко согрешаешь перед Богом, исповедуя надлежащим образом, как слово оскудевает, как источник слова заграждается в сердце, как язык изменяет и разум. О, сколько нужно приготовлений к истине, сколько надо молиться об успешном прохождении этого подвига, а какое невежество духовных чад. День и ночь надо сидеть с ними, со спокойствием, кротостью, долготерпением получать каждого из них. Какой крест для священника исповеди, при сознании невежества исповедующихся, и холодности, греховности всякой, и по сознанию своего окаянства, своей немощи, вялости, косности сердца, сочувствия и ревности о славе Божьей и спасении ближних, как и собственных. А сколько налагает крестов на тебя дьявол во время исповеди? Дело любви, дело беседы отца с чадом, притворяет он в дело наемника с рабами, неохотно рассчитывающимся с ним. Страшные слова, да? Глубокие. Вот так быть должно. Вот, поэтому даже если вы видите священники какое-то где-то, может быть, усталое отношение, может быть, равнодушное, это надо покрыть просто своей любовью и терпением и сказать, что я перед Богом исповедуюсь. Да? Священник за себя будет отвечать. Просто понимать, что мы вот этому идеалу мы должны соответствовать. Соответствуем, не соответствуем, это по Богу, кто знает. Вот. А конкретный совет практически такой. Исповедоваться четко. Не превращать, не смешивать исповедь и беседу. Если есть вопросы, если хочется о чем-то поговорить, о чем-то спросить, во-первых, разделить исповедь и вопрос. Четко, как вот из пулемета. Как говорится, отчитал, рассказал, в чем грех, не затуманивая обстоятельствами, как там было, кто там соучаствовал, кто еще в этом виноват, без самооправдания, без вот этого прикрытия, да, без подробных обстоятельств. Обязательно надо учитывать, а какая очередь. Вот стоишь 10 человек, значит, надо рассчитать, что я должен уложиться в 5 минут. И то тогда вся исповедь на 50 растянется, уже целый час кому-то придется ждать последнего. Вот. Значит, исходя из этого почитать. Вопрос оставить на потом. Самый срочный, самый важный задать. Неважный или самому подумать по поводу них ответить, или задать в другой, более подходящей обстановке. Вот. На это надо обратить внимание. Вот. Еще один совет. Исповедоваться не через запятую. То есть не просто так вот все подряд в одну кучу, да? Постараться выделить грехи важные, не второстепенные. Начать с важного, закончить второстепенным. За грехом, за конкретным фактическим грехом видеть страсть. Если не читаю молитвы, значит, это не нарушение закона, то, что я молитву не читаю. Значит, любви к Богу мало, да? Нет желания. Значит, любовь к телевизору или к чему-то другому больше, чем любовь к Богу. Вот как бы корень греха здесь надо зрить. Вот. Помните, что нет конца покаяния до самой смерти. Это вот Марк Подвижник. То есть покаяние есть, конечно, вот с этой оценкой выделяют, что есть вот покаяние, потом делание, соединение с Богом, да, вот 3 стадии духовной жизни. То здесь имеется в виду как покаяние такое грубое, ну, очищение от самых основных грехов. В принципе, покаяние – это процесс на всю жизнь. Даже человек совершенный и святой, он тоже испытывает покаяние. И должен видеть себе мелочи. О мелочах я вот эту вот книжку принес, хотел зачитать. Это мелочах. Это беседа на Евангелие от Марка, священноисповедника Василия Кнешинского. Вот, очень рекомендую, такая интересная, необычная, глубокая книга. Вот, о мелочах. Христианин должен быть очень внимательным даже к мелочам своего поведения. К несчастью, этим мелочам в жизни мы часто не придаем никакого значения. Мелкие ссоры, легкие насмешки, мимоходом брошенные язвительные словечки – все это кажется таким маловажным. Между тем, как говорит один французский психолог Литью, всякий значительный успех объясняется внимательностью к мелочам. Наполеон одерживал свою великую победу только потому, что был необычайно внимателен ко всяким мелочам военных приготовлений, не упуская из внимания ничего до последней солдатской прогулки включительно. Очень многие хватаются с энтузиазмом и увлечением за всякое понравившееся им дело, но не выносят сухой черновой работы, которая для него требуется. А то и гибнут многие таланты без всякого практического результата.
Великое создается из малого, ибо великое есть результат постепенного накопления, и пренебрегая мелким, никогда не достигнешь великого. Громадные Альпы составлены все-таки из песчин, и каждый подвиг создается путем накопления предварительных мелких усилий. В Филадельфии на монетном дворе, говорят, есть комната, пол которой покрыт сплошным слоем золота. При обрезке монет мельчайшие пылинки золота падали на пол, и с течением времени покрыли его сплошной позолотой. Так и в человеке. Мы часто любуемся нравственной красотой, чистотой, кристальной чистотой его души. Но знаем ли мы, чего это стоит и как достигается? Чаще всего это не природный дар, данный человеку исполненный от рождения, а результат бесчисленных усилий и отдельных мелких нравственных побед над собой. Это вот по мелочам. Ну и последнее, наверное, что хочу сказать, это вот о таких книжках. Книжки, которые помогают готовиться к исповеди. Вот у меня три таких есть, я внес для примера. Вот это, на мой взгляд, самое удачное из всех, которые есть вот это построение исповеди, да, все, я вижу, многие узнавая закивали, я этому рад. Архимандрит Иоанн Христиан, построение исповеди. Здесь грехи даются не списком, здесь он как бы в виде проповеди. Вот, она такая толстенькая, объемная, зато и помогает достичь такого сознания. Вот, священник Михаил Шполянский, тут как бы более так схематично. И вот тоже часто встречаются, я их советую. Некоторые, конечно, вот, проповедники, такие как тоже митрополит Антоний, они говорят, что эти списки грехов вредны, что вообще их надо строго запретить. А если еще более подробно, вот пожертвовали такую книжку хорошую, так и называется «Покаяние истины». Неделю назад, специально наши беседы. Вот, я вот сейчас немножко зачитаю, просто пример подготовки исповеди. Вот по зависти. И вот по зависти вот целая страница подробно. Зависть как таковая вообще. Зависть внешних преимуществ ближних. Зависть по отношению к первому духовному успеху духовной жизни. Зависть духовным саном. Зависть чьей-то возможности грешить. Ревнование ближних делах стоит не прямо грехов. Ну и так далее. Такой список грехов. Вот слишком подробно, наверное, не надо, потому что получается, что исповедь это как бы такой трафарет. Да, вот. Ну, отмечаешь галочкой, что твое, что не твое. Вот. Но, тем не менее, они помогают, они нужны для того, чтобы увидеть себя, понять, какой должен быть, поэтому книжками каким пользоваться надо, но надо с осторожностью. Конечно, постепенно это все нужно для того, чтобы свою совесть очистить, воспитать и приучить ее саму следить, да, саму сопоставлять жизнь Закону Божьим. Вот. Ну, примерно половину рассказал из того, что записал половину из того, что прочитал половину из того, что мог прочитать. Поэтому вас благодарю. Остальное вам уже самим читать, зачитывать, додумывать вот, и так далее. Если есть вопросы, то с удовольствием отвечу. Может, много получилось, немножко если монотонно, то тоже ради Бога меня простите. Ну, как сейчас принято, исповедоваться к причастию, значит, и как причащаться. Ну, вот в современной жизни, вот, мне кажется, что раз в 2-3 недели, ну, то есть раз в месяц, вот, 3 недели, это нормально. Кто уж очень так напряженно, с усердием ходит в храм, вот бывает, человек ходит в храм как на работу, да? Вот, можно раз каждую неделю причащаться, исповедоваться, это будет очень хорошо. Чаще это уже, наверное, какие-то чрезвычайно особые обстоятельства, ну, допустим, очень тяжелая болезнь. Реже, наверное, нет. 4 раза в год была такая норма, то есть в каждый длинный пост, может быть и так, но раз в год это уж совсем минимум, то есть это уж как бы такой предел отсечения от церкви. А уж если человек 2-3 года не исповедовался, это уже явно, что он от церкви отпадает. А так, мне кажется, человек, который с усердием Богу служит, то от 1 недели до месяца. Мне это кажется нормально. Хотя это очень индивидуально, конечно. По поводу детей. Я с мужем разговаривала, и я ему говорила, что я была бы очень рада, я была бы просто счастлива. Это что, побуждение, чтобы он вот сходил, исповедовался, побеседовал с батюшкой. Это побуждение или нет? Ну, понимаете, как можно быть, даже сказать то, что я был бы рад, можно ведь тоже сказать по-разному. Я был бы рад за тебя, вот я был бы рад, что ты для себя это открыл. Я был бы рад, если ты был бы такой вот чистый. Я был бы рад, что ты открыл, что ты вот погрузился бы в это одно. А если я был бы рад, в смысле, я сам был за себя, был бы рад, что я тебя победил, то, что я тебя приобретил, это уже будет неправильно. Вот. Поэтому здесь вот как бы еще более глубокую мотивацию надо смотреть. В каком смысле? Вот, да, для кого? Ты ради меня пойдешь или ты ради себя пойдешь? Если ты ради меня, то это тут может быть тщеславие наше, что вот я для Бога, Господи, я ведь для тебя смотри, вот еще одного привел. Вот, где моя награда? Вот.
А если ради человека самого видеть как цель, то более жертвенно, более... Еще есть какие-то вопросы? Ну, такая тема сегодня актуальная, я думаю, сейчас тоже временно сделать, но сейчас вопросов, наверное, будет очень много. Или... Надо споет? Знаете, оно ведь может мелькнуть в какой-то момент, вот не обязательно даже в момент самой исповеди. Вот иногда вспомнил о чем-то и вот искренне пожалел, и чтобы не забыть, записал. А потом я не сказал с холодным сердцем, но покаяние произошло вот в тот момент, когда ты пожалел. И потом надеешься, что ты будешь с этим бороться. Но мы такие вот, в основном, все-таки с окаменелым сердцем ходим так, в обычной повседневной жизни. И поэтому надо не откладывать, потому что если откладывать, ждать вдохновения, то оно может никогда не прийти. То есть надо заставлять себя побуждать, так же, как молитва. В молитве тоже часто нет усердия, горячности, такого благоговения. А надо заставлять себя молиться. Заставлять, делая, как бы через силу, а она потом придет. Потому что во многом вот такой успех, то есть горькое, глубокое сожаление, это ведь тоже дар Божий. И Господь иногда не дает вот как раз, чтобы посмотреть, а как мы, ну хорошо, я не переживаю сердцем, что есть такое, но я умом-то хотя бы понимаю, что это нельзя. Хотя бы на уровне умственного понимания уже будет здорово, уже будет здорово. Да. Да. А это его, а вот... Ага. Ну, я понял, эпитемия дается все-таки сегодня уже за совсем такие тяжелые вещи. И буквально там 5-10 и больше. Это вот блуд, прелюбодеяние, аборты, обращение вот к оккультным силам. Ну, и вот, ну, еще, ну, кража, может быть, такая вот сильная. И то это дается, эпитемия дается, как правило, тому, кто уже каялся и после покаяния плодит. Когда человек в первый раз приходит на исповедь, он, как правило, допускается. Редко, что эпитемия дается. Вот. И священник, ну, я не знаю, как говорю, но, по крайней мере, такие вещи он сразу отмечает. Как бы из общего потока грехов, если что-то достойное внимания, он сразу остановит и спросит, да? Вот. Пропустил. Это, как говорится, на его совести, это его власть. Ну, можете сказать, повезло. Но бывает такое, и, может быть, наверное, так надо сделать, сказать, я бы сама хотела. Обратите, вот, пожалуйста, внимание. Это, конечно, может быть какое-то дерзновение, но человек может сам даже вот сказать, дайте мне, пожалуйста, эпитемию. Я вот не могу без нее. Вот. И я чувствую, что я достоин. То есть можно на это обратить внимание. Только самому никогда нельзя на себя эпитемию накладывать. Это такой будет гордыня и тщеславие. Вот тоже Таисия Святогорец строго против этого предупреждает. Самому на себя эпитемию не накладывать. И вообще любые духовные подвиги дополнительные только с благословения делаются. Допустим, сделать 3 земных поклона, да, на вечерних молитвах, это можно для всех. А вот если вдруг почему-то решишь отбивать поклоны там по 100, по 200 или по 1000 каждый день, то тут уже надо взять благословение. Иисусову молитву где-то вот просто так вот, скажем, иногда вздохнуть и прочитать от сердца, это можно для всех. А вот если вы хочешь уже по-настоящему ее читать, творить, да, вот там сотнями, там, ну, прям вот, включать ее в молитву, только с благословением. Даже акафист читается с благословением, чтобы не впасть вот в такое самочиние, самосвятство. Подошел, спросил, кому он читает благословение. Акафист, да, тоже надо. Вот подойти священнику, даже не обязательно конкретно. Батюшка, благословите мне, вот я люблю акафисты и хочу дома читать вот дополнительно, ну, помимо обычной молитвы правил. Все, получил благословение и читай себе спокойно. Это важно. Псалтырь обязательно с благословением читается, за усопших, за живых, за усопших. Просто вот псалтырь молиться. На все дополнительные подвиги надо прям благословить. Сейчас.
Вот, с благословением. Ну, это то, что знаю я, и меня так приучили, и, как говорится, я вот такую традицию знаю. Кто-то, может, пожмет плечами и скажет, да это все лишнее. Вот. Ну, насколько я, по крайней мере, слышал, насколько сам знаю, через свой опыт, сколько вынес. Вот. Священник, он для этого и есть. Поэтому он на исповеди даже стоит не только, там очень много смыслов, почему священник нужен для исповеди, да, это и тот вот сам знак, то, что он вот принимает и читает вот эту молитву расширительную. Потому что как знать, что я исповедовался? Как знать, что я в сердце покаялся? А вот когда ты исповедовался, поведал, сказал свои грехи, пришел и сказал, есть внешний знак. Должен священник быть, он как свидетель. Он свидетель от Бога, что ты это сказал. И в том кинотеатре образно, как я себе представил, да, когда мы будем, там и этот момент тоже будет всем видеть, что ты в этом покаялся. Вот. И этот священник, он не даст собрать, да, покаялся. Вот. Он и как образ вот, Бога, вот, прощающего, он и поставлен для духовного руководства. Он способен оценить, а можешь ли ты взять на себя молитвенный труд? Можно ли дать это благословение? Кому какую эпитемию? Он же, это ведь одна из неотъемлемых состояний принадлежности именно священнического звания. Служить, учить и управлять. Служить, то есть священное действие, учить, то есть проповедовать, да, проповедовать Евангелие, и управлять, то есть осуществлять конкретно духовное руководство человека. И мы не должны этим пренебрегать, потому что мы, получается, с Божьей заповедью. Какой? Нет, он вообще не входит в правила к причастию. В правила к причастию входят 3 канона. Господу, Богородице и ангелу-хранителю. И последовник о святом причащении. Вот это читать обязательно. Написано вот в этих правилах, что они могут быть сокращены или там для людей новоначальных, или там для в особых жизненных условиях. Их можно там, допустим, сократить просто до последовника святого причащения. Можно заменить Иисусу молитвой, но это тоже все строго индивидуально. А кафедру не входит. Вообще не входит в подготовку. Но если от усердия хочется читать, то лишним не будет. Но не цель. Нет. Вот если их читаешь как подготовку к причастию, это не нужно для этого благословения. Просто, ну, это уже, знаете, написано традиция, много что нигде не скажет. Даже вот служебник, вот требник, да, я принес, хотел поднимать, что-то все зачитать. Тут вот таинство, требовать, венчание, крещение. Тут половина действий не сказано. Повернись, благослови и так далее. Потому что просто написано традиции, так же здесь. Вот. Ну, вы не смущайтесь этим, но все мы когда невозможно все узнать. Мы узнали, теперь будете знать. Это же не такой прям великий грех. Это просто защита, чтобы не впасть вот где-то в какую-то прелесть, там, самонадеяние, такое, чтобы не взять на себя чего-то непосильного. А если мы обошлись без этого, ну, не слава Богу. Знаете, другим скажете. Мы же с 90-х годов, как церковь, вот она как бы восстанавливается, возрождается после советского времени. Ведь многие вещи вот дикие были совершенно в 90-е годы, но только сейчас мы преодолеваем. Какие-то вещи еще у нас не сложились даже традиции, то есть мы растем. Собственно, и беседы наши тоже на это нацелены, чтобы как бы общаться и обмениваться, и узнавать больше по духовному пути. Да, это недопустимо. Вот йога, цигун, фэншуй, это все недопустимо. Ну, нет, она не косвенная физкультура, она неотъемлемо, неразрывно связана с духовными практиками, с особым настроением своей души, там, соединением с космическими энергиями, с управлением энергиями своего тела, там, психики. Там в цигуне там свое есть учение, да, о телах, как в человеке, об энергиях в человеке. Вот, и это все можно достичь. Йога тоже может человека духовно. Поэтому физкультура, гимнастика, пожалуйста, но вот связанные с духовными практиками для верующего человека, очищающегося, поэтому по этому поводу много раз уже писалось. И я начала себя писать. А я же сказала, благословение. Я просто сомневалась, что я
Ну, просто надо в такой ситуации взять благословение, да, взять и сказать, вот такой-то священник советует молиться, я хочу молиться, вот благословите и читайте. Ну, если вы постоянно читаете Акафисты, то я советую взять такое общее благословение. Просто благословите и читайте Акафисты. Вот праздник Великомученицы Варвары, возьму-ка я почитаю Акафисты до Варвары. Даже если нет какой-то особой нужды, что вот ради которых прошу, а просто, что как-то вот, ну, духовно соединиться с ней, да, вот какими-то ее добродетелями проникнуться. Вот. Так что каждый раз нас священники не беспокоит, только общее все. Если вы постоянно исповедуете Акафист, это не такая сложная вещь, просто вас благословить, и у вас будет общее благословение. Ну, ошибка-то есть, не такая уж грубая, просто не знали. Господь же тоже говорит, кому дано много, с того и спросится много, кому дано мало, с того и спросится мало. То есть, если мы что-то не знаем, незнание не освобождает от ответственности, но смягчает ответственность. По этому поводу я описываю тоже царство Зевана. Оно смягчает. Поэтому, ну, сказать, ну что, мы не можем всего знать, что-то делаем, но потом скажете, что здесь А вот во время поста тогда, какие же вы читать молитвы? дополнительно. Лучше всего псалтырь читать. Лучше всего. А вы сказали, мне тоже. Тоже, да. Возьмете благословение, будете читать. Вот. Ну, оказывается, дома не запрещено читать в пост. Можно тоже делать, особенно сейчас праздники, допустим, Святителю Николаю. Но можно заменить на канон, кому более такая более строгая служба. Да? Можно и оказывается почитать дома допускается. Вот. А псалтырь, она вообще на всякий день хороша. То есть, если вы читаете вот все молитвы, и вам как бы этого достаточно, и хочется большего, вот, это вот, особенно для поста лучше. А вне поста, ну, там можно Акафисты читать. Просто молитесь. Ну, это все индивидуально, знаете, тут надо творчески комбинировать. Нельзя так сказать, вот это строго так, это строго так. Кому-то больше одно подходит, кому-то больше другое. Вы читаете, вы чувствуете, вот это вот нравится, душа откликается, вроде бы, как бы, что-то вот оно открывает в себе. Пускай, хорошо. Да. Ну, здорово, хорошо. Общее благословение возьмите и читайте. Такой навык. Ну, ладненько. Все, да? Или есть еще вопрос? Я вас тогда благодарю за внимание. Вот. Простите, если что-то где-то не так получилось, готовился, старался, ну, может быть, что-то не договорил или наоборот лишнего сказал. Богу простите, надеюсь, что все это будет. Сейчас все будет находиться. А вот эти святыни, что-то еще хочется сказать, добавить. Дорогие братья и сестры, когда мы на таинстве исповеди, у нас на налочке лежат крест, как защита от демонов оружия, да, и Евангелие, как свидетельство о спасении. Вот отец Максим нам сегодня приоткрыл это Евангелие и книги, которые с ним связаны. Давайте за это поблагодарим.